И потом спасает Россию, самых бесправных русских спасает. И нохчишн чубили İbrahim, tuğ. Собулет, чакуалет, саузмукан. Тугы, нохчин, чубехты, нохчи, сацбо, все, отбут атые, короче, магизбе, гаспы, короче, самый бесправный был, что ли. Уша соуца бой, как бы гаспы спасти бой, сионизм назад тугы, и полностью это ахлюсуна, да худшо. 1500 междик, человек. И воцарилось там, рядом. Но теперь что происходит? Сионисты через украинцев полностью и ЛГБТ, шбо. Сейчас через Курск они заходят уже понемногу. Короче, вот такая вот борьба. Ахмад Хаджабадыгдич, эти там джинов подослали на стадион, они знали, где он сидит. И через джинов, короче, подложили вот это фугас, и Ахмад Хаджа, короче, дал газот, короче, побыл дальше. Его, короче, взорвали, падла. И после этого Рамзан не растерялся, он перехватил вот эту инициативу и сейчас несет вот это вот дальше. Бадыгдич, они его тоже где-то там надули, накачали что-то, но сейчас он чуть-чуть сдулся назад. И вот так они постоянно хотят, эти сионисты, победить вот это Ахлюсунну. И сейчас ЛГБТ через Украину. Хочу я, короче, палки в шпукуш. И обл, да, да, целая обл. ну, Почему, Изам, непонятно. художественный вариант у тебя. Я ему сказал то, что он сам говорит, подтвердить. Не, пожалуйста. И подтвердить, что гайдит, нормально. О, интересно, нам Ослы максимально прям. И скользкий еще. Очень скользкий. В итоге так и не дал ответа бедному Тесле отцу. Там я отцу пытался он из него что-то ответ получить, так и не получил, короче, в итоге. Her mevzu şu ennek, zavgaya zulzukiyeti. Zulzukiyeti, отводи, ребят. Зульзуки. Народы СССР какие-то шейца израилшта, тайный этот совет шел, вечер в подвалах, короче. Просто кряч, битербуй, короче, а то вы Том Чубар. Это в Советском Вот. Союзе, где народ и власть, они отделились еще, да, еще при Сталине, я не знаю, при этих еще большевиках. Короче, обл, цадо, zulzukiyeti, что? Аматаш победил всех. Что-то он не верит. Он Да, хочет... Ибраим, ты замечаешь сходство Зурзукети позиции? Ну, не то чтобы очень оно сходно, но похоже на этого. Авари, верится, Камяль 42 Бош. Шахмурзаев, да? Шахмурзаев Бош, а ты порк? Яших, Да. вот, Ша- Сундар? Шахмурзаев, помял Да. 254. Да, по-моему, до 250 не добрался. Там 40 с чем-то, по-моему, было. Вы и я? Парадигма, ясно. Да. В его этой всего, точно у Зурзакети такой же вот, склонность. Цун парадигма, вахабиш, бац, исламиш, их вообще нету там, вообще не существует их, короче. Они ничего не влияли. Я Тома, это все было концерт, короче, русские сами себя бяли концерты, зачем-то аэро бойлюх, снова чу бойлюх, короче, это все делали ишца. Да, короче, бурмалиновый непонятный цахом yok, короче, и дуйте, короче, больше иттен. Это не бойли, yok чу бойли, yok этот спас. Почему обязательно он спас? Вон и Ямадаевы, они раньше продались, и даже Аргун сдали, и фаворы были у русских конкретно, короче, то есть они могли, они могли сдать, короче, вот то же самое сделать.
Tesla söyledi kalmasere halatınç zurzuk çüye deriz sahattırsa için olaysa قش هو مهم أحمد هاش ها في قابل ولد تاش بشور دعوة ده يحوى اسكروتش تيم خيطة يلا Norne زوزو وي duadeš Ahmad Hadži Kadirov. ده أبل دولسنس أموس تنزيتون زرزك حجمسي حقا يعيش هو موها عايش أحمد حاجي كدير سبدي وطعم زرزك شيء سبدي أحمد حاجي كدير وأسمدية شيء قرقا نحبو على بريشهم يادو سبديش إنت زبر يشور إنت تستعمل إقل مدولي وي حاجة جمسي يعيش موها تيجي по праздникам их вала аль-Айн вала не знаю. Но третий школер учительница Серк Малика Дела كذا Галмавалсис يا фамилия. قزمي أو أولي Гази во фамилия ملكة دكتور جزميوة ملكة вот طب حجلا متى ارتعلي الشركة جو بتاع это مش бостек لاقي sanzu deri son dagio izot hins izi yeri maha on işte ya amad arsan is oysa halal yal tar oshi qoysni maha on met boy baqyaqsh توي поймите одно я мадая вара бара قزمي يالا но они-то не пошли но Дагестан Хабо чайна к мосту, когда уже война шла, они же не по мосту и не сказали: я муфти, я хочу взять ответственность за этот народ в свои руки. Ямадая были военные, полевые командиры. Газимиев была учительницей директора. هودي جزميوة в Москву ездила с Путиным Ну, встречалась ездила, هو ну и пост что ездила? Ямадаева тоже ездили в Москву. И нет что? Газимиев حوصلوا شيء شو صغاش доломш Газимиева Атлангириева артеттен югшер Цегях конкретно двое власти, трое власти, it's моменты, алуй. А вот Газимиева, умат яйсен я царон, а вычел амад хажелу, за горам, дуй. سام Газимиев, Зудьер, Сирано, سام боршуми модер дейтиш сам боршуми из Газимиева я сам первый отрасль шкаел Дуй, да, это плюс, а генерал Стеллеров цини тиси лейт гимси чуа из верса. Урке Капитан генацию звонил. сон, докумс дак дохцон лэц дүйч. أول احترام من الدخول باش نكشبوها. Ха, дерха, оуля, любой от Береги верса, ядро ажама, свободы, хогим сиедно зурзук, усосан ичуах, свободы. ичуах до жада клубя, ажама. свободы. جدا клубя, вы газан можешь больше набор оуля, И шорт газан газан можешь, ядро свободы. любой чуви энчунтини будешь. И ядро дион, я баха бисма, гумся ядро аул ири махан. Бог как раз и дючух совек. Да, хазон, еще энчунти будешь. может ты это помнишь, застал. И совет это лучше, значит, интеллигенции, самое дойдем, айдал, повязанный, это грибы еду, бори. Ой, гимсиечка, колхозник шарах, рабочий поселок Ецарах царь. Он сейчас постоянно, что отбил хилур, молодежь видел. Бакинский трассе Allah واحد بول وعبول صباح غاز قاع بوش دوس خان دقيو سون دقومش دق دو سرخ لا تدوش سو إدات سويت ويشم هنا إدات بري ونيس لاش دق أس دوتسك بخبيش أو دو إس كان إواغيات بخبيش مو عمد عجز короче народ спасти дина богш мو إيش أوشي حلا يلاخ وحكش مبر إن народ спасти دغياتش إنا سجع цацак معي ويلا когда война неизбежна, там حلوة вещвар или дион, уничтожить дадишь далекам, третий вариант, иритига. وحا уничтожить диш уничтожить дагяч болнахи ди хавал уничтожить цадайт на боги هو интересно свободе. Август, сентябрь 99 года. Дагестан, воин чубо, что он был, вы президент Масхадова, Шпачалхио. Том хлебеш бери, том неизбежно стереть. Он спас, подтверждает, да, я? Свободе, спас, не спас, это время покажет. И том неизбежно هذا تدوت شوي قابل هذا 17 خزيتي قابل ديش Нет, это народ даст оценку. Там, Чечня, что восстановить на Кадырова, восстановить на армию мощную, что садах, конечно,
Лач одежду сон лишь, вот и все. ТикТок снимать дашь, во. Что делал? Тадахш и Обл, Тадохо, все равно. представьте, разваленная Чечня, Инша, Майя, Грозный, восстановиться, что это Дагестан, Асан, Ингушетия, Асан, чиновник, Техватин, Лач, ходил, Мохур, что сюлишь, он, Шетчеч, Мухада, Шетчеч. И вы вернулись бы, если вы вернули бы наши земли. А сейчас вы вернетесь, у вас будет шикарная Чечня, города, армия. Я надеюсь, вы вернете наши земли. Сон бемада, ташхадер зачем мамиксон. 1500 мечетей и поехавшиеся на исламе неграмотный народ. Ну, вы вернетесь, переделаете мечети там под другое, там эти Олсен, космос исследовать еще, эти переделаете, чтобы. Тесла, Ахмад Хаджар лето, Элла, что сюда, Элла, просто интересно, что он хопом Обл, Тадуарис. Не, это тайное оружие, это лот руэ, пока не будет. Не, вы так и не отвечаете. Мечо, и контекста, гемсия, мечо, гемсия, Я тебе что, вы не отвечаете? Велогорти. Хауи, гемсирник. Gümsir вазар саду и Ну, Сусана районе, да, корнет, Хауи, корнет. Шоу, Гимси, Корнет. 99 год, август, сентябрь. Война неизбежна. Дагестан, Халая, чуешь, как субъект России, это Хабуш Мубейс, это субъект России, демолеты ночи. Дагестан, Халая, ополченец, так был, он автомат, пулемет, это Новолакский район, такого пошурил, что там 25-летие, доздеш бонус, освобождение Дагестана от захватчиков. Вот, и чуешь, Чечня, Халая, президенту. Война неизбежна. Какая там концовка должна быть? Масхадов должен был воевать, да, по чуешь армию. Какие шансы у него были? Harla, harla Tesla sabrdil, бяха вылыш. Кадырова забудь, Кадырова нету, Кадырова забудь. А Кадырова, Масхадов любой не Россия. коррупция, мел духбар желающий, дуется из раскрсения, короче, я Масхадов, Гергала заслужил. Масхадов, судишь, Масхадов и Масхадов, Россия. сумадеш, да, Масхадов, короче, я топал, и... Сумадеш, да, с территории, я чую, России, армии, что Масхадов, сумадеш, да. Ой, Масхадов, гладуш, на тот момент, самого, беги, я мадаю, гар будет, короче, раскрш, где я была. Герзельский пост ехая армии, колонны, как вот Курск чуешь, колонны шью. Яд юж, Крым, колонны шью. Одессе юж, без разницы, но война, Масхадов, судя, как и подобает, президенту, он ничего не должен был делать. как и подобает президенту, Масхадов объявляет о вот этой военном положении и встает с оружием в руках против вот этого своего оккупанта-захватчика. И ни один наш президент, чему я рад сказать, да? ни один наш президент, ни Дудаев, ни исполняющий даже обязанности Яндарбиев, да, со всем его исламским порядком, ни Масхадов, ни потом вот этот, который вместо него был Абдул-Халим, ни даже вот этот Докка исламист, который полностью подсел на этот Имарат Кавказ, никто не дал заднюю. Вот в историческом. Это наши герои, они да, так и должны были вот сделать. Они Теперь скажи, Масхадов объявляет всеобщую мобилизацию. Никто не дал заднюю. Подожди, И Масхадов это очень, знаешь, он герой. Мобилизацию объявить. Масхадов. Каждому дать автомат, освобождение. Ибрем, договори. Масхадов объявляет всеобщую мобилизацию. У людей нету, ни у Масхадова нету оружия, ни у людей нету оружия. Ибрем сказал, Он должен выдать оружие. Президент Курской области. Подожди. Масхадов объявляет всеобщую мобилизацию. Свободный не объявляет мобилизацию. Масхадов подписывает о введении военного положения. То есть у нас началась полномасштабная война. Русни и нас. Вот, Дальше все. Масхадов сам выходит с оружием в руках
и противостоит вот этому оккупанту-захватчику. Дальше что ты Мгм, хочешь? мгм. Ну, больше ничего не надо. Короче, Масхадов должен был объявить мобилизацию, и мы должны были 1 на 1 воевать еще раз с Россией. Какие у нас были шансы? Мобилизацию Масхадов, объявить, никакой оружие мобилизации, есть. никакой Вот это мобилизации у нас ни в первую, ни во вторую, ни в 10-ю Ну, войну никто не чрезвычайное объявлял. положение. Вводим и У нас, воюем 1 на 1 у с нас Россией. всегда на добровольческой вот этой основе Да, все люди вот эти выходят сопротивления. добровольно, и мы 1 на 1 воюем с Россией второй раз, да? Да. И какие Дальше шансы? что ты И хочешь? какие шансы? Концовка какая была мы? Концовка была, которая Шансы, тебя Османбек, там У тебя нет ответа, Ибрahim. свобода. Melbo, Zurdukiyeti, her şans yapsın. Osmanbek duk melbo çocuklar. حيوق شانس Свобода. Тесла, يورو Тесла, شانس عويستلو شوي. هو يورو Да, он يوق да, شانس шанс, яцер, ты 10 раз повторяешь одно и то же, шанс, Ну яцер, все, шанс. тогда чеченский народ Фукан, должен был свободу, пройти через Вторую войну. Тесла. Шанс Тесла. был Ты не профукан между высказался, да? Высказался. шанс был профукан между войнами. То есть вот почал цакулыш. Все. А то, что ты говоришь, Это капитан, Кадыров генерал, был очевидно, виноват. слухал, короче. Ты не президент. Да, Кадыров отца цигак, где бы да его, шорт бар цигак, которые там могли это перекинуться и шкурных интересов. Но никто не пошел к Гевзельскому мосту перед этими колоннами. Южнецкий Не стал. машина значения не играет. Там Асташ, авиация, бомбить начали до всякого Гирзеля. Як бомбишь, я чел, ведницы, короче, что их там, Ну, еще в правильно, Дагестане. они не Подожди, скрывали, что еще, они с войной к нам вы идут. сказали, да, что еще в Дагестане были вот эти ваххабисты, когда вот это буйса некий бомбишь, и там сигал камаш, что вот туда урш, бомбишь, кристианца нахбен. То есть ничего там никакой этот Герзелли, Мерзелли, Вахнаэль, планы Генштаба, Русни от этого ни на грамм, ни на миллиграмм не менялись. Это не играет никакого значения. Он Так был война была неизбежна еще 6 августа. между войнами был он проигран нами. В мирное время вот он проигрывается. Во время войны это просто концовка. Ты сейчас себя не хочешь признать, почему между войнами мы проиграли Том. У тебя, Юха, короче, где это неудобно, ты хочется сказать, что вот Яцер вообще шанс Потому Яцер. что Масхадов не был дееспособным президентом. Что там, говорить я не могу понять. Как и Дудаев. Все, так Как и судят чувака. Дудаев. То есть проблема не в том, что мы независимость неправильно выбрали. Проблема не в том, что Дудаев там, короче. Оказывается, Проблема у нас проблема самих исторических романтиков. вектор неправильный был, религиозный, гумор. Бам, не, причину, все. Зачем ты там ковыряешься, короче, и не мир? Оказывается, не просто танцевали. كده بوشان انت يردوش برسر بريت يوه Hitя, دي она собадаешь сову, и что мало швоя ожила, романтика, красиво, мы Россию победили, Первую войну был. Дуришь, не запоешь, не сюда Лаура, бирху дамовец, حاجة تجي высказать, эти, что если у тебя вот такое видение, я тоже هل كنت بيوثق على السؤال я, وصل я его эксперт я, продолжу теме, что мы я туда тоже пригласим. хотел бы высказаться. Помнишь, ты спросил? سوي نشوني ده هذا هو Просто альтернативное мнение высказать. Он спрашивал, когда был шанс, не был шанс. На мою думку, был шанс. И выиграть был шанс, и выровнять ситуацию был шанс. Если бы я так не считал, я бы с оружием в руках не выходил бы, ни, например, во время позиционно вот этой войны, ни потом, ни партизанил бы, аудалсан тиглил, что Шуна до последнего, даже тебя партизаны дошли, шок sana Европе, цашныри швуи, цауняды, ну и куза, цалилу швуи, туда-сюда, слухи какие-то доходили.
якобы там в международных институтах где-то лазят, наш вопрос пытаются решить, шныряют, а всякие Ампукаевы, Мампукаевы, вот эти подружские, которые, ну, Цухайна, слух, Шиштайогар, да, как будто бы здесь, на Западе, там, в Европе, чем-то как будто бы занимаются люди нашим вопросом на политическом уровне. Цухайна, например, да, с Уэлл Дикер, Цухайна, ну, там была все-таки возможность была, и там Масхадов пытался вот эту всю Вахабню объединить, вот этот реваншир, он, короче, план создавал по взятию Грозного, как и в свое время это в 96-м году было, да, уже там имея опыт. Ну, опять-таки, если возвращаться к этому, да, к идеологической вот этой составляющей, сейчас уже задним числом, да, значит, я склоняюсь к тому, что и гуфт бой из выхода от церкви, да. Вот на тот период, например, свой выход хитер, как бы сама Шведовин полагается дурас, да, как бы политик, который он когда объединил все эти жамакаты, пытался объединить, он хотел показать вот это единое командование, короче, государственный вот этот вот порядок, да, там, когда все выполняют приказы в военное время и так далее. Все-таки вот такая картина там была. Дела, короче, Теслин задним числом уже ищцахиетапes, потому что идеология шмялю, там национальное самосознание гумцахулевое. Это вообще бесполезно, потому что хинти как раз политисламиш, юшо, дебачи, гумнешуй, вот это вот продолжение вот этого хождения по граблям всякими этими политисламистами. Сегодня уже наверняка точно ясна их идеология, что они вообще не абсолютно их не интересует ни национальный интерес, ничего подобного. Просто там есть гибнюки, которые нас хотят перевести в статус русского международного исламского терроризма и с этих позиций просто мочить в сортире. И есть вот эти дебилки, у которых вот эта вот романтика, да, захватить весь мир, построить халифат, установить во главе него хурешита, и вот это вот закрепить эту систему, о которой они, я извиняюсь, ни хрена вообще не знают сами, что мы вот здесь доказываем на этих площадках. Вообще сейчас что с чем и как едят, и вообще что это такое, вообще понятия не очень. Поэтому пока вот это национальное самосознание не вернется, пока мы национальную идею снова не возродим, пока мы как народ, как гражданское общество не сформируемся, а тем более, если мы не осознаем, что вот этот политисламизм, что такое, что и заигрывание с ним, что такое. شاید هم قيتا قيتنا ويتا ويش هم انت ويتدوا تصدق شي короче ويتا غوز الدنيا مالدو она ассимилировать дело было на очередных каких-то вот этих точках, горячих точках с обоих сторон нас будут закидывать через Салафню и через Русню. И вот так вот до бесконечности. Вот Зурзукети главный слабость тую хай, и в России шанс яцер Бога, да, имеется в виду, в России победить, Кремль, флага, воевать, и молодцы, наши победы, якор Бога, не покориться им, то есть не дать им возможность установить свою замерить, вот не дать им возможность. И это и есть надо победа. То есть и в этом заключалось именно 96-й год, что вот комбинация этих вещей, из-за этого они ушли, комбинацию.
Тут и Airboiler дюйчтуэ, а он это все приносит, что мы как бы силовым способом все танки, все самолеты перебьем и таким образом бьем побед. Это разные вещи. Наша победа это как, не знаю, как в Вьетнаме, американцы, что они уходят из-за того, что не могут контролировать. Но они, да, це условия шхилиез. То есть американцы ушли, талибы зашли. То есть условия должны быть в том, что и подчеркиваю, она не должна быть такой демократической, свободную прессу иметь, меняющуюся власть иметь. И что условия, первую войну они в Русне были. То есть первую войну в Русне были условия, которым мы могли воспользоваться, не дать себя покорить, не победить Русню, а именно не дать себя, короче, захватить и заставить их посчитаться с нами. То есть и да, и действительно. А уже... Ну, ты знаешь, ты же помнишь, что тогда было очень много людей, которые говорили, да, шудуют, Россия никогда Да. не могут самолетами завесить все, короче, разбомбить. А где они нас всех уничтожить могли, Ибрахим? И к Украине, а еще год и Ерик советский железо тягал, да Мадар еще во многократно. Они всех убить нас могли. В том-то и дело, что в условии, как говорится, Россия, свободная пресса, телевидение, демократия, суртуатта чибием аттобош, бацервей, уж эрбул. А когда уже Путин и Гебня уже полностью власти еча, и вы уже лицо яц, ваххабистический, и рыло, и игильный, и дагайча миру, все, мир сказал, мочите их, мы как бы посмотрим в другую сторону, только не очень так мочите. Все, это шанс яц, потому что они получили индульгенцию на полное истребление нас. То есть Вторая война была проиграна вот с этим имиджем. И имидж, уже там расстрелы на площади, журналисты, там, похищены. Потом в конце вторжения Дагестан, короче, взрывы домов, которые... Все это в купе уже бух-буй его и проиграть, чтобы уже кетчить. Тут не играло значение, итраски, 100, 1000, империя уже на это не реагирует. Нету свободной прессы, чтобы на это реагировать. Нету там депутатов каких-то от независимых округов, чтобы сталинского типа справление это не работает. То есть вот украинцы могут дальше, будешь Запад, вот они могут поломать прямо харю, поломать этой империи именно в прямом столкновении, и действительно, те танки, самолеты, короче, вот они делают это. Вы возможности, у нас бы это был только в том случае, если в Русне был этот какой-то демократию, бог старт, от сумнахлоу шен, И мир, чтобы на нашей стороне как бы был, потому что что русские были подотчетны тогда Америке, Европе, не хотели все это делать, там независимое телевидение, НТВ, там Гусинский, там... Да, они в демократию играли. Да, и это бровый просто и фактор. И конечно, вы сопротивление цейня, том бина дукка мужественный, кенти, короче, шейца, синош, да, уж, короче, мужество, том бина, конечно, вот это тоже не играло бы, то есть еще шум, цани хилдиеш, все. А Вторая война, мелчок, супер бойцы, это индульгенция на бесконтрольное применение насилия в отношении чеченцев была, скажем так, не письменно, а короче, устно выдано Русне. Все. И Русня была уже превратилась в диктаторскую уже, начала в этот момент превращаться в диктаторскую страну, а с диктаторской страной украинщина прямо баться как гахаца. Вот и учил победу, и победа, там невозможно было. И победу у нас ресурсов не было просто. Tesla. Ja. بيحكم بيدش. Машова. شوف انا انت روسيا يوقي بيستولات يا شوية واحد بام
ويتولشنا إشت الله هو نتقبل وإذن نبوه تغينا إنت سخواتن صورت درق даже отчелёк Россия уничтожить на возможность терция, да, раз, да, хаканда, как бы никто не заметил, все-таки мир бы их шей политический заход моицын, там уничтожить, но все равно на мировой арене, как отстойных говоришь, как уже в современное время устроивший геноцид целого народа, все равно проиграли бы. И дальше их существование прекратилось бы как государство, как империя, тем более. Просто ишт дар архиетсун, цуэна архиетер, цуэна баш ишта иля церксен, сенс ойля ша, сун ишт хиетер, цуэна вайде, and ada шенит бол шаха, and tada вайде, and ada ритен, ويشو اشتا إيمان شو داكن وقاعدة دين بوش خبر دي تشانا سقول الأويل اشترك что она уже начав проиграла эту войну в то время. А во вторую войну нам надо было Холдала чуть-чуть переждать, хотя бы полгода. Вторую войну нам не надо было вообще провоцировать и давать это. То есть, не, ну, провоцировать, не провоцировать, но провокации. Я что швейму да цели аудуна духма бали и пользоваться дашь и шей контор бабяш мы войну. Прекрасно дикмагай войну. Я все равно работали. контор. Ну, сега, Ну, цена дештерхе, югадош, спецслужб я осознавал. Жимчадуин да се мох, инти туан берли отю колосо чекко ахил штат ха отцол хз дал бел мох, а мох катажин дарич любой хума долдош. Вы независимо дахлу долш дерк бош, что яш киенуса жимчадуин. Да тангер хума цюс, вы веш дидер, вы нахен ванчи хидер, вы штадвак ойла ёшки энсу цуэна. Я не видел нас никогда ущербными. Я всегда чувствовал, что мы все можем, и у нас газ есть, арам, плазю, хишту, хиду, вожду, лямнашту, ханшью, арина, шубошту, гушмаду, на Советский Союз захватить войне, если я вижу, насколько как бы, как бы прогрессировал наш край. Ладно, ваху думаться, чуть может отошел от темы. Не, ну потом регрессировал, а сейчас еще больше регрессировал. Ну вот, регрессия, моя есть параллельно, значит, сначала 90-х, сумма, хажересу, да, потом пошло ишти, там, сначала 90-х, хадоцу юкакин, что первый, джуз амош, альбома, таиши, язу амош. Я помню эту всю картину. ودحر سوق عامش سون لامز مارخ شردش نیستش سون جم چادین چاهش لامز هم عندنی ну его نیستش کد نیست بلی هری وجی باشو سوستاد شچو ارچن سالگه цвез ارچ اسمت دیگادون کچیت درس первый یهودو چوتا یخی وجی هری تامو он Сайфуллах, или вож Харх, или вож... И начали накидывать какие-то арабские нарративы. Да, это уже, да, между войнами так началось. Но до этого вот это шло потихоньку, до Первой войны. Да, ну меньше. Ну, Шихан, ты как, шадыги, да, с клубом дуарен, то... То, что... Maskhado ver daverliyor diyorlar. Daverliyor şey bu bekçuti bekçuti olsun barski bokkabin. Çoğu şeyin tiyadır. Sabast doğru tiyadı. Takka nokçu duve aşağı merş muh bize. Тут karşıladı tiyadı. Мы как бы можем просто по китайской пословице на берегу сидеть, пока труп просто не проплывет. وين بكات دا يدي دات يدي شو ما دات ندين سن ويقي دا دوح قردو تسار إن شقش
Все равно таки был велца Не, лишь. ну, да он дудер, хвой, смотри, аварчал, это еще, пока не смогу, царя, это сияться, гижишься, нет, то стало, бой братья, голга так, на закуску, последок, бог, что часа, нет, с хабарштю, что и духой. Говорю Это тебе, исмыло. это болтовня просто. Я еще был. Ой, так, Сюди ты цак, келші. она иркерхит тоже, хабар дица, да, чувак. Слёггонс, давай, йозон, давай, зузукети, дух бахы, само начало цунга бах, эксперти бах. Поэтому сюда, штаны, долги, дуи, царя, мостки, будешь вообще чувствовать, бой хаитаться есть. А вы голга, братья, что махуль хотя бы, да, царя, выжи, багертов дочь, да, шихан ты хочу, да. А там дышь, что хабаш, я не думаю, дышь, два, вообще. Действительно, мы действительно, вообще обошли руку. Машу, да, лезет. Маршова, Дизде Пентирала. кылшы кегенах. Хумадат, я просто хотела спросить, а, вы все слова и фразы слышите этого нашего утописта Цо вот сейчас у него была фраза: "Нет, я хочу, чтобы вы приехали из Европы и забрали земли, которые мне нужны". Это что за словосочетание? Мне не Мы нравится он. У него эта идея фикс вернуть чеченцев границы вот по Сулаку, Юцун, короче, это его как Это бы замечательная идея, Тесла. Нам бы вернуть хотя бы то, что Чеченской Республикой считается. Для но он не может, начала. он не может. Не, он ограничивает наши границы. Хватит уже, у нас нет границ. Да, то, что он Чеченцам нужен мир, нас желательно весь ограничивает, год. да, и нам это не надо, да. Вай, тин, дайду. Вай, ду, кида бегга, шадаги, вай, ларда диешту. По сути своей, вай, адмали, цаны. То, что нас там ограничивает, там, какой-то от реки Сулаки до границы с Кабардой. Изем, Гинтя, да, ты что, аж он находится в открытом, самом большом открытом концлагере, поэтому Швейцария безопасная тема, лех и педалировать, лишь лел шука, короче. Да. Кстати, у него режимное мышление. Хотя, где человек, когда находится в режимном объекте, ну, вольный поселенец, когда там был, некоторые, общее поселение, хоть табаш вольно поселенный, табаш строгий режим, хоть вольно поселенный, хору просто шелил, что строгий режим оболчали. Да, ему даже думать не хочется о них. У Адам, него вы режимное знаете, мышление. я больше чем уверена, Оле, нашу. что да, Рауль, их с чужого аккаунта, с другого аккаунта, чего, ладух, их потом долдах, их чего мы со своего аккаунта. Гуч мове. Это у него не отнять, он не ничто доохцу, он. Этим мы упрекать его не можем. Он ни голос не повышает, ни доохцу, требует этого, как бы, на разговора, единственное, перед чем перебивать отцу и царство жопан, хаттрин жопца отцу. Тесла, кстати, эморакуация, как вы говорите. Цена ерунда, ищет поведение. Ну, тот был покруче. Да, Бамба, Лукаш, помощник Бамбы. Да. Амарак это такой, если бы Бамба был бы хорошим, вот каким он был бы, наверное, вот. Такой, скажем Алейла и так. Тесла, вы об этом Бамбе рассказываете, и вот он такая, ну, я понимаю, что это очень Его брат был лучше, да. Давай, Бамба, Да, да. Мифоль, шлят уже. негативная такая личность, да, отрицательный персонаж, но в моем воображении сразу вот этот вот олененок Бэмби, я просто, у меня вот этот резонанс происходит. Бамба и А бывает Бэмби. человек, который, когда разговаривает, он так мерзко разговаривает. Может, он и не хочет, но у него так получается.
Высока Амель, Хватит. 20. Халық Короче, тоже сейчас. Джурзакете, хей, Шмуко, мы тебя ценим. Иногда. Я предлагаю вести это измерение подлости в бамбах, короче. 2 бамбы, 3 бамбы. Там 5 бамб. Единицу Да, измерения. ты гений. Да, максимум до 5 Ты баб, да? гений. Максимум до 5. Приветствую всех здесь. Хотел бы... Больше звездочек не хватит. Добро пожаловать, извиняюсь. Да, благодарю. Я хотел бы обратиться к вам, Тесла. Именно я писал в вашей группе. Это вопрос религиозный, с одной стороны, но с другой стороны вопрос научный. Вот вы физик. Здесь затрагивается вопрос, религии, основы религии, веры, Бога и научного доказательства этого. Я человек, верящий Богу, и у меня есть, я там вам скидывал в вашу группу кое-какую теорию, которая, в принципе, могла бы, зачем она нужна? Она могла бы направить мышление людей, в то русло, в которое и следует обратить внимание, то есть научный метод, логический научный метод, чтобы человек мог понять, что Бог есть, да, и что к религиям отношения не имеет. Вот по принципу, знаете, больцмановский мозг, есть такое явление, математически рассчитано, что там флуктуация, которая не могла не появиться, да, вот он рассчитал это математически. Вот та теория, которую я предлагаю, она направлена на то же самое. Она не практически вот так вот, куда ее применить сейчас, но по логическим цепям можно действительно, человек, чтобы там задумался о масштабах, там, нанометры, пикометры, там, планковская длина, и пришел бы к пониманию там, времени, пространства и же с ним, но, по крайней мере, как в развивающих целях, доказывающие то, что религии как таковые, но это бред и ложь. Если вот так вот говорить авраамические религии, что там все это дело искажено, полностью искажено, и что вот есть научные доказательства такие-то, такие-то, такие-то. И в частности есть вот такая вот теория, например. Я бы хотел с вами это обсудить. Как это возможно? Потому что я понимаю, что это не для широкой массы беседы. Дмитрий, когда вы говорите, сейчас создалось впечатление, что вот вы зашли там в библиотеку, взяли мешок и туда просто с полок, так смахивая в мешок книги, потом их потрясли, и там какие-то фразы сложились, и вы их выговариваете. Я, кстати, не физик. Физик я, скажем так, любитель физики, или это мое хобби физика, фундаментальная физика, там, астрофизика. Это мое хобби, я электронщик, программист, специалист по роботам, по автоматическим системам, бла-бла-бла. Короче, у меня несколько профессий. Но это не играет значения. Физика действительно мое хобби. Я, скажем, лет 20-25, наверное, в ней ковыряюсь. Вот это вера в Бога, религиозное что-то вы говорите, потом религию отрицаете, это понятно. А как вы науку туда примешиваете? Вообще, что такое наука? Вы слышали? Вот как вы определите это? Тесла, пока он не ответил, вот здесь есть такой, скажем так, пользователь, да, который на вот этих телеграм-каналах часто бывает, Fortress. Вот он бы неплохо бы мог подискутировать на эту тему. Да, кстати. Он тоже вот такие же фразы. Но, по-моему, Дмитрий что-то осмысленное хочет сказать. Дмитрий, что, по-вашему, наука является? И как вы определяете? Вот это наука, а вот это не наука? В том-то и дело, что само понятие науки, оно, вот если брать академические науки как таковые, они уткнулись в ряд препятствий, материю, грубо говоря, что они там, максимальное научное достижение в этом мире. Потому что они научились фотоны там сталкивать друг с другом там, или протоны. Не уходите опять в эти фразы. Вот вы простой человек, там я простой человек, вы хотите мне просто объяснить? Наука изучения, понял, наука изучения явлений.
Что такое наука? Наука – это Хорошо. Будем коротко можно формулировать это. Как вот какой-то вопрос возник, как вы определите, это научный вопрос, или это фантазия, или это такая... логика. Логика. Если есть логические выводы, если есть логическая связь, если можно провести какую-то логическую цепь, то значит это имеет место быть и может и претендует на существование. Хорошо, а гипотезу, скажем, Боге, это можно логически объяснить? В том-то и дело, что гипотеза, вот есть теория, да, Больцмана, больцмановский мозг. Что это такое? Гипотеза или теория? Доказательная, доказывает или нет? Но цифры математические это же доказывают. Можно сказать, это гипотеза, а можно сказать, это теория. Я же не говорю, что это теория же доказывается 100%, да? Но это гипотетический объект, который доказывается математически научно. Но так как математика и логика – это признанные науки. Но в чем польза такого хода мысли? То, что она развивает логическую связь. И аналогичный путь, только более простой, не то, что как Больцман там просчитал, а более простой – это просто идти по шкале. По шкале, масштабы. То, что для людей более понятно. Без всяких там сложных заумных формул. В принципе, там это можно, подтверждается какой-то формулой, которую я, например, написал у вас там. Но сначала люди, чтобы задумались, где там заканчивается, где начинается, заканчивается материя, и что такое материя в сути своей, да, и что такое, а если есть вопрос, что такое материя, да, то есть вопрос, что такое творение. И чтобы люди могли задуматься, есть, в принципе, это я шел по этому пути. То, что вы говорите, там книжки, книжки там смел. Мой отец, моя мать, они физики, у них есть открытие по электроэрозии, по электроэрозионной обработке. Это 68-й год был, тогда, когда было, только начиналось это все, грубо говоря, первое слово в нанотехнологии, да, там скол, благодаря импульсу, искровому импульсу, возможно было управлять молекулярными структурами материи. Это так, это отклонение, чтобы вы понимали, что я немножко понимаю, о чем идет речь. Со мной отец разговаривал, мать разговаривала, поэтому физика как бы у меня. Я сам не физик, это мое хобби тоже, так сказать. Но та теория, которую я выдал, теория гипотезы. Да-да, извините. Дмитрий, вы не физик, да? А кто вы по профессии? Нет, я учился на психолога. То есть вы вообще не технарь, да? Ни в какой? Не-не-не, это нет, но, человек, самообразование, можно сказать. Потому что вы мешаете совершенно так. Я не знаю, я вообще смысл не уловил, что вы говорите. Я могу читать, не знаю, каких-то физиков там и понимать, что там написано. смысл ласту ряцин, сокеттон, когда вы говорите, я... عويشو بامبا يحستخل جوري ويتسقيتو شو يعني نوتش مؤبر انت بتستقون وبشيرات انت Person is может специальный однозначно гушу حدش فمي ثاني تاع بولي تاع سنت على تروح على تخاطر ضل حاجات تنقاشتك Дмитрий, кстати, извиняюсь, что Да-да. тут хочу сказать, когда вы разговариваете, не обязательно микрофон в рот засовывать. Да, я вроде так держу в стороне. Нормально. Так, вот так вот меня хорошо слышно? Вот когда я вот так говорю, нормально слышно? Вас очень хорошо слышно, вас прям слишком хорошо. Чуть-чуть отойдите, от микрофона. Полметра. Вот так нормально? Можно ему звук в Телеграме, эта опция есть. Дмитрий, вы, наука это... Вот что вы вообще читали? Что вы, Дмитрий, читали вообще из физики, например? Что вас интересует именно в физике, например? Есть какие-то... В физике меня интересовала именно альтернативная теория струн, теория всего. Я читал общие заметки по этому поводу, как это все устроено. Научные статьи.
Ну, а также материалы по нейрофизиологии, там, ну, вот то, что они связываются с физикой, то есть вот эти современные какие-то научные гипотезы. И отталкиваясь от этого, я вывел свою теорию, как бы гармоническую теорию, ну, теория, гипотеза, что все, в принципе, связано определенными гармоническими законами, о котором, на самом деле, говорю не только я, это в различных теориях есть подтверждение этому. И отталкиваясь от этого, я и построил вот эту свою схему, которая может действительно привести человека. Подожди, к этой теории мы можно потом перейти, короче, пока оставьте. Я просто вашу базу хочу узнать, тут, на чем вы себя, как, скажем, любитель физики или, не знаю, хоббист, если можно так сказать, на чем вы построили, вот классическую физику знаете? Что вы имеете в виду, классическая физика? Физика от Ньютона, что там было сказано, там законы, Эйнштейн, это имеете в виду? Подождите, вы спросили, я сейчас уточню. Есть две физики, типа классическая, да, она еще и ньютоновская называется, то есть в этом смысле вы правы. И есть вот релятивистская физика, там, когда скорость приближается к скорости света, начинается совсем другая физика. То есть вы вот эту классическую физику, механику, там, принцип Галлея, постоянную гравитацию, все это как бы изучали, потом вам пришло в голову там что-то такое уже перейти на этот заумный уровень, где там есть вот эти суперструны, там квантовая физика, там планковская длина, да? Вот эту саму академическую классическую физику, не то, что сказать, что я там углублялся, там формулы писал, и же с ним, нет, я просто понимаю сами принципы. Понял сами принципы классической физики, и что они и как они связывают, что физический мир и квантовый мир, они как бы вроде как бы здесь противоречия есть, но есть определенные какие-то законы, я пытался выявить эти законы сам, ну, задумывался об этом, какие есть общие законы между одним миром и другим миром, и эти законы, как я говорю, это гармонический закон. У вас какая-то, ну, скажем так, чисто психологическая какая-то теория возникла, но вот эту стадии, скажем, классическая физика, потом что-то другое, третье, электромагнитные взаимодействия, физика частиц. Вот так не шли, не изучали, а просто сразу так каким-то выводы себе сделали, да? Короче, Ну, так что своя физика у вас. Да нет, не своя физика, чтобы академическое, я говорю, чтобы академическое образование физического у меня нет, я же сразу сказал об этом. Именно в плане... Вот этот Дебройл, вот эти все люди, они простой электрик был, по-моему, он. То есть там дело не в образовании, а именно в том, что вот эту всю годами, десятилетиями, всю эту изучать, разобраться в ней, как что действует там. И потом уже там идешь к альтернативной теории, говоришь, нет, это неправильно, вот я это изучил, эту 10, 15, 20 лет это изучал, а теперь вижу, что это было неправда. Вот тогда я понял бы, но когда просто вот сразу какие-то там себе... Это чем-то религиозные эти напоминает, когда туда-сюда заходят эти, они себе про свой Коран. Каждый рассказывает про свой Коран, про свой ислам. И начинает от себя нести. Вот ислам, он такой, такой, такой-то. Хотя на самом деле этот ислам полностью описан, как говорит вот этот антитеррор, он полностью описан в книжке и выложен. Там они про свой начинают. Вот так вы какую-то свою физику в голове себе придумали, и теорию, да, она, видимо, понятна в голове, но другим вы как-то не донесете, если не будете с ним как бы на одном уровне говорить. То есть вот тот же процесс нуля с этой физики классической, этой механики, вот проведет, да, вы сможете с этим человеком общаться и доказывать ему, вот это здесь не так, а вот здесь это так. А так какая-то вот сумбурная картина, и я не смогу ее понять, я это просто хочу сказать. Я не догоню, что вы хотели сказать.
Да, в том-то и дело, что простая математика там идет. Есть вычислительные мощности планеты Земля, да, есть калькулятор. Вот любой человек может взять калькулятор, там, в Google калькулятор, там, или любой другой, ну вот, и посмотреть, что такое ноль, да, ну, ноль везде известен. А также, где же он заканчивается. Вот, что я проделал. Я нашел конечное значение этой вычислительной системы. Конечное. Перед бесконечностью. Конечное, точное конечное значение. Перед бесконечностью. Вот одно там после запятой, там, десятая цифра после запятой изменяется на +1, и уже начинается бесконечность. Понимаете? То есть это вот показатель того нуля, о котором идет речь. Нуля или бесконечности. Поэтому, отталкиваясь от точной цифры, и от этой же цифры можно что-то, откуда она взята и к чему ее можно применить. Поэтому есть определенные данные, точные данные. Там, то, что у меня там диплома нет, или там, что я не могу расписать какую-то формулу там, или какую-то огромную формулу, доказав теорию, это не умаляет того, что действительно есть определенные те же самые цифры в этих вычислительных системах. Эта цифра называется 2.034. Время, подождите, вы крадете у людей время, они совершенно бессмыслица. Я ничего не догоняю в том, что вы говорите. Ноль, не ноль, это все намешано. Я вообще-то уже тут автоматически перекрестился. Да. У нас есть по этому поводу очень хороший товарищ. Его зовут Зекриев. Чехуерцун Ибраим, Руслан Зекриев. Нет, в принципе, у нас есть еще его куратор, эксперт его зовут. Он очень хорошо разбирается в четвертой промышленности. Не, он эксперт намного осмысленнее. Тут Зекриев, мне кажется, подойдет хорошо. Он это еще аватар написал вот этого. Как его звали этого? Джеймс Кэмерон. Кстати, он тоже исторически подкован, Дмитрий. Вы тоже увлекаетесь историей, Мне кажется, он способен с вами поговорить. Я практически, скажем так, технарь. То есть я что-то, когда говорю, я даже когда изобретение какое-то делаю, мне совести не хватает там вот эту традиционную анимацию сделать и говорить, вот это вот так будет. Мне обязательно надо сделать прототип, чтобы он работал, и вот видите, это не бла-бла. То есть я полностью противоположен тому, что вы говорите, поэтому я вообще не догоняю, что вот это намешанное что-то, потом это математика, ноль смысла, в том, что вы говорите. Если у вас действительно есть что-то такое, любую теорию можно в 2 словах объяснить. Буквально несколькими предложениями. Зачем она, для чего, что объясняет, что она предсказывает и зачем она нужна. Но пока вы прыгнули с нулей, потом туда, и я так и не понял. Давайте мы вам дадим еще один шанс коротко объяснить для зрителей, не крадя у них время, что это за теория, для чего она служит, что она предсказывает. Сила любой научной теории – это ее предсказать, скажем так, ее предсказание. То есть, если теория говорит, что так и так, и это действительно после наблюдения оказывается так, то это считается самой крутой наукой. Хорошо. Толщина планковской длины. Если есть длина, значит есть толщина. Хорошо. Где мы можем поговорить по этому поводу, чтобы не отвлекать внимание зрителей? Подождите, вы неправильные эти установки сделали. Нет такой толщины, длины. Толщина. Почему должна быть толщина от длины? Я не понял. Длина – это не нечто материальное. У проволоки может быть толщина, а вот у длина – это абстрактное какое-то расстояние от одной точки до другой. То есть причем здесь толщина? Есть формулировка, которая относится к теории струн, что есть струна, у струны есть длина 10 в минус 35 степени, конкретная длина. У струны равная планковской длины. Также есть указание, что у струны есть минимальный показатель толщины, который стремится к бесконечности. И та цифра, которую я назвал, которая 2,034 в 999 степени, что эта цифра может являться тем самым показателем той самой толщины, которая указана в той самой теории струн и теории всего. Вот вкратце.
примерно понимаешь. Подождите, то есть я плохо знаю теорию струн, я в ней не разбираюсь, я знаю немного вот эту теорию веревки, роб-гипотез. Эксперт хорошо знает эту Она, тему. по-моему, к этим струнам тоже отношение Слав имеет. закреп Э, еще лучше, я думаю. Да, есть еще вот этот мембранная теория. Но и вот эти теории, вот, они из чего-то истекают. То есть это придуманный сейчас бред, поэтому как бы прежде чем говорить об этом, как о чем-то существующем, надо же это сначала доказать, что вот есть струны, толщина струн, это я вообще не догоняю. Если струнная теория, по-вашему, там как гитарные струны какие-то вот эти струны натянутые, я не думаю, я могу сейчас посмотреть, что такое струнная теория в каком-нибудь научном журнале, формировку. Вы пока говорите с ним, и чтобы узнать, есть ли это какая-то толщина, длина у струны, откуда вы это взяли. Сейчас я пойду. А, Ну, само деление кварка. А что сейчас, если мы минимальный это кварк, да, Нет, то при струнах кварков нет, по-моему. Это уже... нет, что это составляющие кварков, элементарных частиц. Составляющие всех элементарных частиц – это струны. Как бы вот струнная теория об этом гласит. Но у самой струнной теории есть ряд таких нестыковок. И, в принципе, этот ряд нестыковок можно, в принципе, действительно решить вот по тем методам, которые я предлагаю. Знаете, Дмитрий, я очень хотел бы, чтобы вы стали моим одногруппником, так как вы, наверное, очень классно затягивали бы время и меньше людей попало бы под негативную оценку учителя. Ну, я, наверное, действительно не в тему здесь попытался, именно с Тесла хотел поговорить. Кстати, Поэтому- Дмитрий, мне говорили, вы немец, кстати? Да, этнический Да немец. ладно, серьезно, Да, прям чистый немец. из поволжских немцев и по матери, и прибалтийские немцы по отцу. То есть, получается, у вас и отец, и как бы и мама чистокровные, вы немцы, короче. Ну, я из немецких родов, мы тянем на немецкие рода. Нормально, нормально. А немецкий знаете, кстати? Нет, к сожалению, мой немецкий, я знаю немецкий, но мой немецкий, к сожалению, не в совершенстве. Меня мать учила немецкому языку, я могу говорить, общаться, понимать, но я разговариваю, это не думаю на этом языке. Это уже печальный политический процесс, который Ну да, так, случились в нашем наверное, уже как бы с родители или даже прародители уже живут в России, и вы, наверное, прожившие уже всю жизнь в России, уже как бы Ну, это в Прибалтике, это началось, откуда мои корни по отцу, это русификация, русификация, и в первую очередь немцев в Прибалтике началась еще при России. А это началось здесь уже с выселки поволжских немцев. Русификация немцев, да? Ну да, я понял. Поволжских немцев тоже высылали в Казахстан? Ну, Да, конечно. да. В первую очередь. Все 2 миллиона. Первым их выселили, по-моему. Мне там порядка 900 тысяч. Да. Понятно. Спасибо большое за информацию. Знаете, я просто в этой группе, наверное, не надо было Вопрос дом начинать этот был. разговор, оттягиваю вопрос. Я посмотрел эту струнную теорию, опять-таки там ее конкретно критикуют. То есть я бы хотел, чтобы вы что-то практическое, короче, что можно, скажем так, пожевать и почувствовать вкус вот этим чем-то занялись бы и показали бы. А так вот это все Я- бла-бла, не Да, Тесла, доказано. я понял, что вы ищете практическое применение. Здесь практическое применение, оно скорее Тесла любит в... результат, а не болтологию, поэтому как бы... Ну, болтология тоже бывает интересно, но она должна быть хотя бы Болтологию тоже иногда люблю, да? Да, она должна быть связанной какой-то, вытекающей из одного другого как-то, короче, вот как-то там
Вот так с Бодуна сразу струнную теорию, там размерство этого, математическое доказательство. Это мой мозг такое не выдерживает. А вам надо каких-то То таких есть, же... как минимум, надо собрать какую-то ракету, хотя бы маленькую, и вот по этой Да, теме да, говорить. да, Он я, больше любит, да. у меня в голове, Аргументы и факты. у меня в голове полно На этой всяких... теории ракету не собрать. Для этой теории она скорее действительно для понимания явлений. Ну, смысл-то... Здесь Смысл... был пользователь Тесла Зульджукети. Может, ему бы слово дали? Зузукети, Зузукети, что ты думаешь о струнной теории? Не Зурджукети, а Зульджукети. Зузукети, да, Зузукети, что... Золот, А давай золот. Хаймерса спросим. Хаймерс, что ты думаешь о струнной теории? Чем ты отдаешь Я предпочтение перед мембраной? Шестиструнная гитара. Herman, Ой, ислам, нечестивы твои богословы. Herman, скажи, я Каждый вообще не сам думаю. хочет праведным стать лишь на слове. Харвард, но Не лучше-то людям думать. спешат. Лучше-то людям думать о струнах, нежели чем поклоны видеть. Да, давайте, Дмитрий, Тесла я хотел вас спросить вас. помедленнее говорите, потому что вот Веппи не успевает записывать. Дмитрий, я тогда вас на высокий уровень, вернее, не то, что высокий, а на более на макроуровень так немного потащу. Как вы думаете, как распространяется свет? Свет? Да, как он распространяется? В пространстве. Что такое свет хотя бы? Или что из себя представляет свет? Это электромагнитная частица или волна. Это ислам вообще-то, Дмитрий. Электромагнитная волна, да? То есть волна. Или частица. Какая это частица? Как может быть одновременно что-то волной и частица? Это как раз и есть. Это как вот это Тесла, который группировки здесь, вот эти политисламисты, они одновременно и демократы, они одновременно и демократы, и шариатчики. Нет, Дмитрий, вы понимаете, игнорируя совершенно дичайшую, простейшую проблему, вы полезли вот туда. Вот, например, у вас в руке два магнита, да? Все дичайшее надо игнорировать. Да. Да нет, ну естественно этот парадокс и был, то, что нестыковка, то, что здесь волна, а здесь частица. Не, там нестыковки нету, просто людям, которые говорили, что свет это частица, там это как был, например, Ньютон тоже был за это. Вот вся компания, они не хотели, чтобы она, то есть вот признать, что она волна, уже как-то им было влом, но и пришлось пойти на такой компромисс, короче. Но я не об этом. Возьмите вот обыкновенные магниты, скажем, неодимовые, чтобы посильнее был. Если вы друг с другом вот так приблизите одинаковым полюсам, они же отталкиваются, так? Ну, конечно. Да. Вот что между ними, что их отталкивает? Поле, магнитное поле. Разница полюсов. Стоп. Разница полюсов. Что такое магнитное поле? Потому что вот я могу дать какое-то название, сказать, например, увидел я, как, скажем, зажаренного, не знаю, барашка, и я говорю, что его зажарил синий дракон своим синим пламенем. То есть это ни о чем. Когда ученые хотят сказать, что есть что-то непонятное, они обычно прикрываются этим словом поле, там биополе, там квантовое поле, гравитационное поле. То есть поле это переводится с научного для простых смертных, как мы, и не знаю, какая-то хрень. Вот это примерно. Ну, давайте назовем не поле, давайте назовем сила, энергия. Хорошо.
То есть это что? Вот у нас есть взаимодействие. Вот если вы там ногой, вот я сейчас этот стол прикоснусь, он мне противодавление создаст. То есть мы знаем, что существует такое контактное взаимодействие между предметами, да? Rigid body существует, так? Ну, конечно, да. А вот другого мы не знаем. Если я скажу, что я вот на расстоянии там как телекинезом буду передвигать, то это уже магия там, экстрасенсорное, сверхъестественное, там что-то такое, то есть нечто ненаучное. Единственный способ взаимодействия, что мы знаем, это контактное, то есть предмет или что-то взаимодействующее. То есть Не, ну мы же можем магнитом передвинуть какой-то предмет, не взаимодействуя напрямую рукой. Да, в том-то и дело, что между магнитами, значит, есть какая-то субстанция, которая передает вот это взаимодействие. Потому что если ее нету, то у вас получается магия или волшебство. Ну, естественно. Есть определенный ну, не поле, давайте сила, энергия, да? Заложенная энергия. Энергия тоже не пойдет, потому что энергия – это не материальная. Энергия – это просто, скажем так, количество выполняемой работы. То есть это просто свойство, а не само вещество или чего-то там. Это свойство чего-то. Вот машина едет, у нее сейчас энергия, там, не знаю, 3000 джоулей. Затормозила она, короче, эта энергия ушла в тепло. Но ее как бы нету, энергии как таковой нету. Это ее просто свойство. Поэтому говорить, что это энергия, тоже неправильно. То есть между этим, надо выяснить, что между этими магнитами, потому что это базовый вопрос. Это просто базовый вопрос, который, вот убери всю эту настройку научную, спустись на этот уровень, и ты должен, используя логику, если ты логику похеришь, то все, ты уже дальше будешь, у тебя и струны будут, и материя, и черные дыры, и что угодно ты можешь придумать, и волночастицы, там, и одновременно волна, и одновременно частица. То есть весь этот бредовую картину мира можно придумать, если ты один раз дашь себя вот этим полем обмануть. Но между ними есть какое-то взаимодействие, и оно чисто механическое. От того, что мы глазами не видим вот это не значит, что его нету. Да, конечно, Тесла. Именно так я и смотрю. Ну, мы что знаем про магнит, вот то, что называется магнитное поле. Мы можем называть это как угодно. Но есть же вот эти такие пленочки. Мы же можем через них наблюдать вот эти линии, силовые линии. То, что называется силовыми линиями. Не, силовых линий тоже не существует, кстати. Это тоже вычисленное их свойство. Есть специальные видео, кстати, по этому поводу, что как они этот бред раскрывают. Вот представьте, вот между ними есть какое-то механическое воздействие между этими двумя магнитами, которые... То есть есть среда, которая передает воздействие от одного магнита к другому. Про электромагниты же тоже вы слышали? Есть Ну, конечно, вы подводите именно к эфирной теории Тесла. Я понимаю, о чем вы говорите. Эфирная теория Тесла. Я приведу к этому. Вот есть электромагнит. Электромагнит тоже может то же самое сделать, что и обычный магнит. То есть я включу ток, и откуда-то неизвестно, откуда появится это же самое поле. Да, благодаря разнице потенциала обмоток. Да. Потом я выключу, не впадайте в подробности. Потом я выключу, оно исчезнет. Куда оно исчезло? То есть нечто, что присутствовало, что-то исчезло. Как это так может что-то исчезнуть? И появиться ниоткуда. Это же бред, это же не научно. Логика, простую логику херит это. Оно прекратилась подача энергии. Прекратилась подача гармоники, которые взаимодействуют. Гармоники. Опять энергия. Подождите, у постоянных магнитов куда делась эта энергия? Никуда же не девается она. Не, у постоянных нет, это константа. Не. Вам внушили словом поле, запудрили мозги словом поле. Потому что сказать вот магнитное поле, кстати, вот это слово, оно очень похоже на магическое. Магнитное поле магическое. Потому что если вы посмотрите где-то определение в интернете, что такое магия, там будет, что такое магнитное поле? Там будет написано, это феномен,
То есть нечто такое необъяснимое. Феномен – это как нечто необъяснимое, явление, бла-бла-бла, там будет потом идет вот описание, как это все появляется. Посмотрите вы в том же интернете определение слова «магия», там то же самое будет. Там. Это феномен, который ни хрена ниоткуда-то появляется и куда-то исчезает, и поскольку это феномен, его нельзя объяснить. То есть вот этот путь... Тесла. Тесла, вот этот термин, когда люди говорят, я бы с вот этим человеком на одно поле не сел, он тоже об этом это означает? Да, это тоже магнитное поле. Замечание. Но примерно по степени понимаемости примерно близкое к теории Дмитрия. Я понимаю, о чем вы говорите. Об альтернативных, тоже это альтернативное, как бы, что перешагивает академические науки, я тоже на это смотрел. Так же, как, например, фанон. Что такое фанон? Ну, есть фотон, да, а есть фанон. Фанонная теория. Эту теорию, на самом деле, развивал в свое время, тоже один из моего народа, немец. Он в университете в МГУ преподавал. И потом всю эту его теорию, фанонную теорию, там преобразовали, там какие-то, вот этот Ландау основал там свой этот институт, там, где он эти фаноны стал применять для кристаллических решеток. А по сути своей это то, о чем... Опять вы это складывание мозаики из умных слов. Давайте вернемся к магниту. Это же очень Давайте интересно. к магниту, хорошо. Это не мозаика, ладно. Такую простую вещь людям задуривать мозги такой простой вещи, придумывая какое-то поле, не могут объяснить, что такое поле. Это что такое вообще? Что значит поле? Хорошо, давайте говорить. Это вы говорите об эфире, если вы говорите о взаимодействии эфира. Да? В эфире есть механическое воздействие этого эфира, вокруг магнита создается завихрение, эти завихрения, как по закону Бернули, если они в одну сторону крутятся, то, естественно, туда затягивается, и они притягиваются друг к другу, пока это не сольются. Если закон Буравчика, здесь включается закон Буравчика, потом здесь же включается... Не нужно придумывать магическое, это какую-то неизвестную хрень, которая непонятно откуда появляется, непонятно откуда исчезает, и у нее такие фантастические свойства, что она из ничего раз, а потом снова в ничего даст. Это есть еще лептонная теория есть, еще что-то. Это то, что взаимодействует, то, что академическая наука к этому ответ на это не дает. И я прекрасно это понимаю. Подожди, они не дают ответ, но они делают вид, что они дают ответ, и что якобы это вопрос сам по себе неправильный. Я видел, как вот этот журналист, был такой физик, знаменитый американский, Нобелевский лауреат, кстати, Фейман его звали. Имя забыл, фамилия Фейман, да. Он где-то в 70-х или 80-х помер. Знаменитый очень, супер знаменитый. Я его лекции слушал на английском. Вот он там сидит, и его журналист пришел. И журналист такой, он вообще физики ноль. Ему пришло в голову спросить у него, что между двумя магнитами, вот что такое. Он ему вот так показывает пальцем, вот здесь магниты, если они отталкиваются. Вот что между ними, можете вы объяснить? Вот это так нормально, так доброжелательно, да? Вот этот Фейман, он просто озверел. Он прям на него, этого журналиста, чуть ли там словами просто напал. Зачем ты такие вопросы задаешь? Бла-бла-бла. Прям его, на пустом месте его. Потому что этот Фейман, он еще застал вот эти споры еще времен до Второй мировой войны, когда вот эфиристы полностью зашмарили вот этих эйнштейнистов, и они за океаном там окопались только. В Европе их не было вообще от слова совсем. Потом их с конца Второй мировой войны снова их понавезли, и Советский Союз тоже подключился к этому мозгопудрению. Вот у него реакция такая была, просто на невиннейший вопрос, Потому что он знал, что он не может дать ответ. Фейман просто знаменитый Нобелевский лауреат,
понимал, насколько опасно, вот простой вопрос, что за хрень между магнитами их отталкивает? Или ты что хочешь сказать, что там волшебство какое-то? Феномен? Что еще такое феномен? Как в науке может быть феномен? Наука пытается все объяснить. А феномен означает какая-то непонятная магическая и сверхъестественная хрень. Прекрасно понимаю, о чем вы говорите. Прекрасно понимаю. И вот эта сфера, да, грубо говоря, эфир, сфера какая-то, поле, непонятно что. У нас нет названия этому. Берется откуда-то. Там, я говорю, есть лептонная теория, я читал, там, смотрел. Есть вот эти... Опять умные слова. Дмитрий, будьте проще. Ну вот с магнитов начинайте. Не идите электроны, бетоны, кварки, очарованные, мочарованные. Это бред, кстати. Есть такой немецкий физик, Унцикер, короче. Он вот сел и вот всю эту физику частиц, там 250 у них уже частиц, они там надыбали на коллайдере. Он их полностью разнес. Нет никаких лептонов, метонов, это бионов, кварков тем более. Ну, то есть вы говорите как раз именно то, о чем и я хочу сказать. Нет никаких лептонов, кварков, нету материи как таковой, есть информация. Вот о чем я хочу сказать. Информация. И это доказывает. Вам к Ибраиму тогда. Ибраим верит, что мы находимся в матрице, и вот все это вокруг нас, это симуляция мира. Ибраим, не совсем так. Кто у нас? Я понял. Не совсем так. Тоже не совсем. Я понимаю, я знаю и это направление. Не совсем так. Не информация. Какую таблетку вы выберете, синюю или красную? Мы ищем Абунео. Я понимаю, о чем вы говорите. Нет, не такого плана, не матрица. Это все субъективное, объективное восприятие мира. Нет, не то, а именно конкретно материя. Я предлагал. Вот что предлагал, но это как? Малых классе, 5 Б, Ю, В, Вешта, Долица, Кенка, Хаттер, Оттицун. Эй, Ашада, бля. Слухайте, как это сугубо. Продолжайте, это просто... Тесла, ты у нас программист, физик, там, ну, физика, там, на уровне хобби, как увлекаешься. Дмитрий у нас и физик, и химик, я так понимаю, он еще и историк, антрополог. Нет, он психолог. Официальное образование психолог, плюс еще я не закончил институт. Я не закончил. Лингвист. Адам. Да. Адам. Ну, он очень интересный человек, но эту информацию надо по чуть-чуть подавать. Дмитрий очень много. И очень разбросно, понимаешь, у нас только это. Адам, и меня удивляет, будучи психологом, Дмитрий должен понимать, что он пудрит нам мозги. Не так ли? Почему? А плюс еще лицемер, в смысле? Лицемер. В чем? В чем лицемер? Это я просто вывод сделал. Не, он не лицемер, но что он, мы не знаем. Здесь все анонимы, непонятно, кто говорит. Непонятно, из чего такой вывод? Не знаю. Дмитрий, вы очень непонятно разговариваете. Возможно, у вас в голове вот это тут очень четко это выложено, но когда вы воспроизводите его, у нас там лептоны, мептоны, мионы, все это смесь, струны. Покажите пришлите мне вашу теорию, я хотя бы прогляну ее на досуге. Может, там больше смысла есть, чем в этих словах, которые вы сейчас здесь говорите. И тогда можно... Нет, я там частично объяснил, вот в вашей группе я как раз частично объяснил, Дмитрий, как вы вначале сказали, когда вот слово брали, как вы сказали, не для вот этой всей вот этой массы, кто здесь сидит. Мы тут в основном серая масса, один вот Тесла у нас научный, сам доктор. Да, вы нагрузку делаете этими умными словами, они сразу начинают гуглить и... Да, понимаешь, то, что мы не знаем,
и мы не можем как-то принять, нас бесит, понимаешь, и мы злые становимся. Ну, Говорю очень умные вещи, давай по чуть-чуть, по-братски, если можно. Мичао, Парма, выходи в Леопольд. Хотя Парма там, да, видел его уже. И когда-то выжил до Тесла, хотя это мои ласовые оскорбления. Мы всегда цель вышел. И что, в Леопольд, Всегда рядом Леопольд. А в Америку перебраться ничего. У вас там день, у вас... Саня перебраться, постоянно и везде его. 25/7, алвол, коволь. 25/8. Хорошо, ты давай. Еще. Давайте меняйте тему. Физика это не для этого чата. Тем более... Да, конечно. Я поэтому... Да, Тесла, я и понял. Поэтому я к вам здесь и обратился, чтобы поговорить. Я могу объяснить вот вкратце, но где действительно на какой-то другой площадке. Нет, Дмитрий, вы сегодня столько терминов озвучили. Тут есть эксперты по всем направлениям, объяснят, разъяснят, не спеша. Все будут эксперты по нужным и ненужным темам. Можно закрыть. Это и ценно, Ахмат. Это и ценно. Я и хочу этого. Не, есть такой пользователь здесь, эксперт. Вот с ним интересно вот насчет таких тем говорить. Да, Дмитрий, нам бы тоже хотелось, понимаешь, какую-то ценность взять, а ты всю нашу энергию забираешь, а мы не забираем, нам тоже по чуть-чуть оставь. Чтобы мы тоже хотя бы что-то понимали. Чуть-чуть. Я бы с удовольствием поговорил тогда с этим бы экспертом. Было бы интересно действительно пообщаться. Да? Ладно, не буду вас отвлекать. Благодарю вас за внимание. Дмитрий, вы ни с кем не поговорите. Вы будете здесь в любое время как бы делиться своим мнением. Мы тоже разбирать эти мнения. Никуда не уходите. Здесь оставайтесь. Да, по чуть-чуть. Ну да, извините, если я сразу очень много всего выложил. Короче, пугает людей ваш напор, поэтому как бы по чуть-чуть. Просто. Мы люди малограмотные, столько слов не знаем. И сегодня столько было этих слов, непонятно. Мне завтра целый день сидеть и в Википедии ковыряться. Бедный наш Веппи, короче, он еще должен будет потом в повторе записывать все это. А у него вообще чернила закончилось. Спустился на третье небо, чтобы послушать нас. Что там? Будут тебя канцелярия? Послушать или подслушать? Приветствую всех. Как вы, дорогие? Приветствую, до смерти души. Я Максимус, Деци, Меридиус. Где Зульдукети? Зульдукети, Алатонш исторический романтик Хунадинек. Зульдукети, вот войско Исы, алейхиссалям, это романтика или как по-твоему? Мечау, умыватихус, душ. Аж кери, не, а ты это что? Уилля Молла стелец у нас, он будет. Исторический романтик. Уильям Джаш Олтона, ночи мата. Нет, за изобретательность там, он Зузукети, вот за что мы тебя ценим. Зузукети, ты заработал титул Джаш. Зузукети, возишь Тани. Приход Джаш, Джаш возишь. Кстати, Тесла, это... У вас был разговор насчет магнита. Я чуть-чуть успел послушать. Тебе понравилось? Ну, я чуть-чуть услышал, немного.
Кстати, я тоже искал что-то этого магнитное явление, и объяснения конкретного я так и не нашел. В чем прикол? То есть какое-то объяснение этому? Как это нет? Ты не услышал. Между магнитами находится среда, которая передает взаимодействие. Как она электромагнитные волны передает, так же она и магнитное воздействие передает. То есть и магнит частиц дает, электрон дает, они крутятся и вихрь создают вот в этом невидимом нами, но присутствующем там эфирном поле, вернее, эфирной этой среде, медиуме эфир. Так, если в одну сторону... Что она такое в этой теории эфира? Все, из эфира состоит все. В том числе и ты, и я, все состоит из этого. Просто... Так, и радиоволны, Wi-Fi, из отсюда объяснить, то Потому что, чтобы распространялись волны, тебе нужна среда. И среда в начале века, то есть в конце 19 века до Линей, и среда были эти группировки, которым эта среда мешала. Она мешала религиозной группировке, она мешала промышленным магнатам. Их все время пугал вот этот Никола Тесла, Шахинцинс, эфир юкер, энергии бесконечной, выделить ее, так у всех будет много энергии, так все эти угольные короли, там король железных дорог, король нефтяной, Рокфеллер, они все как бы были очень испуганы этим, тем, что он действительно цу идир дубош. Хотя теперь мы понимаем, что цу идир да сердца, он просто электродвигатели, там, лампочку, конденсатор. Сумш придумывал на электричестве, весь этот все придумать используют был практически. То видишь, но они боялись, они-то не разбираясь, ни физики, ничего, они видят, человек, короче, выходит и керах лампочку, вот и лампочка загорается. Там беспроводный корабль, да? Кстати, видео, видишь, он кинопленка, да, где он, этот Тесла, вот она, беспроводное управление, лодка, что джойстики, Беспилотник. Да, ну, на воде, который не летающий, то еще братья Райт не полетели на тот момент. Ну, на воде это тоже называется беспилотником. Ну, да. В том плане, что это на воде. Радиоуправляемая модель этого лодки там или что-то там, беспилотника. И вот он очень чудесащий, что это был супер гений, там, 24/7, короче, изобретеннейший. Настолько он был этим увлечен, настолько он этому себя посвящал, что там жена и дети его вообще не видели, он считали все его некоммуникабельным, угрюмым человеком, потому что он просто считал с кем-то разговаривать, там что-то, это нужно потратить на это, Бог. Был такой человек. И, естественно, они все решили, что и опасность он представляет. То сейчас он нас это разорит, то всех этих миллиардеров. А ранний капитализм, все покупается, вот эти эти богатые миллиардеры, они контролируют все, и правительство, и это, и Ребух, и госзаказ, и все. То есть теперь Ницхелла, они сожгли им лаборатории, покушение на него сделали. Вот это Эдисон Бош, и Хакят его напустили. Только он но в Европе эта теория, она неубиваемая уже была. Уже всем стало очевидно, что свет распространяется, это электромагнитная волна, что электромагнитные волны распространяются благодаря среде. Волна, видите, среда есть. На воде волны распространяются, потому что есть вода, среда, которая передает вот это волны. Сейчас волны переносят энергию, но сами волны не перемещаются. А тут, представьте, хоть как-то, вот началось вот это лоббирование. Во-первых, в Библии написано, свет – это как бы нечто материальное. Ньютон, который был этим священником, он тоже считал, что свет – это материальное. А Ньютон, короче, исчезнет, гулин научный баз, от этого отказывается, как это так, короче. Ньютон не из Харцвард,
свет материальный, это как это может быть, Бог, короче. То есть вот это, там идет лёг курт бутига, это надо сесть и очень-очень долго изучать, это какие-то руа, гординец, кузя или не можешь. И в конце ты окажешься в том гурте, в котором мы сейчас находимся, где фантазеры насочиняли вот этой фундаментальной физики таких чудес там, червоточин, темной материи, черный дыр, щи, и нейтронные звезды, щи, и все это у них есть. Никто это не видел, никто в лаборатории ничего И не видел. Тесла, и кратовый наращивание, очень он бабигдесь. Да, у Хадиса, у Бухари. Чувак, кратыш будет, цахарич, хербари. Да. Ишь, короче, Павел Буцигах, Миллер, А Тесла, Иса. почему никто не осмеливается противопоставить свою теорию против этой? Осмелились с Ленардо и Эйнштейн, он в Америку к своим этим же, Сайвакаш был, туда сбежал, в 1933 году, по-моему, 1932. Бежал, и в Европе нормальный эфирный физик, немцы сделали атомную бомбу, придумали на этом деле, то есть теоретизировали, что ядерные бомбы, ракетные, дело подвинулось. Тогда в Европе конкретно шло это эфирный теория, а потом уже, когда Америка выиграла, то хочу бяхкан уже Эйнштейна признать вируш, а Ленарда да, ну, в общем, изнасиловать европейские физики, которые в основном у немцев была, понятное дело. Юх Агас, Кашбац, которые тоже в 30-е годы эфирные теории, нет, ученые шбош, хабух шбола, они тоже под американцев как бы это и признать. И даже в 60-м году, по-моему, или в каком-то было постановление Академии наук СССР не принимать больше критику теорий, критикующие Эйнштейновскую вот эту общую теорию и специальную теорию. То есть команда административным методом в приказном порядке, так, религиозный догм, строго теряться. И все, и с тех пор и в Америке, и в Советском Союзе есть... Теслы во всем мире же преподают теорию Эйнштейна. Допустим, в Китае тоже есть. Как это получилось? Так получилось, что кто выиграл, того теория и победила. Кто войну выиграл, того теория победила. А то, что она правильная, неправильная, это мало кого волновало. Да, кстати, они на нем поставили это самое, шайтан национальный гумсан лилошум, да, церцуна, как чукса аутти церцуна. Не то, что фиксал адыч, тогда если бы адыч в Европе адыч, тебе бы высмеяли. Просто дурак говорил, алдуэл. Не дали бы тебе слово. Да, не совсем, дальше, дукка шей балха, да, бяхна, ученый шмабу, чё, YouTube, чё, дукка и видео, что, то есть массен бат тамаса в наше время. Это можно, когда у тебя только интернета нет и существует телевизор, то в телевизоре это в одну сторону маяти и пропаганда. Или что я на массовом еще, никто тебе не возразит. А сейчас с интернетом есть тысячи, десятки тысяч, наверное, ученых. Это критикует. И эфирный доказательство, основательно доказательство не предоставится дало. Ну да, магнит и эти волшеб разными полюсами. И эфир дуй сразу холодоко. Спор ученый, терминология, геология, что доказательства предоставить. Не, такого нету. Такого нету. Хайдар посмотри, Тесла, вот про это я и спрашивал. Я не нашел про это ничего. Ты не найдешь, дальше тебе объясняю. Поле, он просто скрыли это, хрен знает что, Бог, мадуй поле. Сашайца хом речь непонятный, в первую очередь. Хом говорит сразу на поле, это за этим словом можно скрыть что угодно. Харполе, биополе, квантовое поле,
гравитационное поле. Вот заметил, что дождь поле можно куда угодно сунуть. Или, например, я приду тебе и скажу, я с необъяснимым явлением столкнулся, у меня начало вот это на коленке сухожилие дергаться. Короче. Он скажет, вот это, наверное, какое-то атмосферное поле, неизвестное нам, которое... Вот этим полем может что угодно. Короче. Как только поле сразу хахалат тезон, короче. Он отвлекает швон, и он говорит, вот этим умным и интересным научным словом, за которым на самом деле ничего нету. Это хрен знает, что Бог. А как мы тогда сквозь вот этот эфир перемещаемся? Мы сами состоим из эфира. Вот смотри. Ураган видел? Все Торнадо состоит, видел? да? Да, торнадо видел в Америке? На которые много-много часов домашние и крыши срывать, в грузовик, шала и шабо, торнадо, магина. Да. Если ты подойдешь к этому торнадо, он коснется до рта и бешено хаищел, и воздух дует, он тебе покажется плотным, твердым веществом. Вот точно так же эфир состоит еще, молекулы атом это крутящиеся вихри с бешеной световыми скоростями. И они могут бесконечно так крутиться. Время жизни протона измеряется там какой-то 10-й степени. То есть это триллион там лет. То есть это на уровне этих атомов, частиц, нету трения. То есть, короче, в нашем макромире энергия перетекает до, например, тормоз и мотание, колодки твоей тормозной системы, они диски, ауди, и шьюахло, а машин соц. И машин соц энергию именно в тепло превратилась. То есть, массив джоуль тепло, перевести на шины нагрелись, и колодки нагрелись. Колодки забрали вот эту энергию твоей инерции, твоей машины, забрали, превратили его в тепло. То есть, а на уровне частиц этого не происходит. Тепло, энергия. Он будет вечно крутиться. И вот ты состоишь из вот таких триллионов крутящихся вот этих, которые мы называем атомами, частицами. И они вот так в макромире ты имеешь в виду, физика работает совсем по-другому, да? Там. Короче, Тесла вещает, шейтан махлук вадуй. Да, фактически. В макромире энергия может утекать в разные формы. Тепло движение молекул маяти всего лишь. То есть молекулы быстрее двигаются. Но на этом уровне, какое еще тепло? Крутится что-то, ударилось во что-то. Если сильно очень ударилось, он отдал ему эту энергию, там третья появилась, которая крутится, и пошло дальше крутиться. Препятствия. Сама среда состоит из этого же. И это все объясняет. Это и магниты объясняет, это и электромагнитные, это объясняет. Все объясняется. Проблема очень. И это объяснение было, 100 лет ходило нормально, потом раз, и просто вычеркнули. Притяжение. Вот это притяжение, гравитация нас к Земле, это тоже как бы нас затягивает вихрем. Да, нас приталкивает и со скоростью примерно 11 километров в секунду в центр нашей планеты, скажем так, с мирового этого постоянно идет поток этих эфирных частиц, скажем так, эфира. Внутри нашей планеты он формирует новые материю создает. И новую материю в планету докуль. Вот это и оттуда еще, вулкан еще. Потому что если по современной теории Далаха, откуда взяться этому теплу? Они утверждают, что это какое-то древнее тепло от гравитационного сжатия.
А на самом деле это постоянно генерирует свою планету. Док-кульш, то и в какой-то момент она превратится в звезду. Док-мелхуль, кстати, он от Солнца дальше отходит. То есть не знаю, через какое-то количество лет планета превратится в звезду. И она будет уже там на расстоянии, я не знаю, может там 500 миллионов километров от Солнца или миллиард километров, неважно. Свободно от массы, короче, планеты, вот эта гравитация, она зависит. Конечно. Йок мелхуля, он и эфирный поток повышается модой, скорость его. Я, помнишь, тебе говорил, что ракет хохалвяч, он хумма хардат хуюх аужеру. То есть ты должен скорость набрать. Здесь вопрос весь скорости. Скорость 8 километров орбитальный. А док махильни, она возрастет, и, следовательно, гравитация тоже возрастет. Вообще, пузырь санхельмек, что она планет, да? Начинка нашей планеты может быть вполне полой оказаться. То есть мы живем на внешней стороне тонкого пузыря, скажем. На мыльном пузыре, да? Да, фактически. То есть мы пока не знаем, есть ли там действительно железное ядро, как утверждают современные теории. И пузырь кит аю Тесла. Нет, черепах. Нун. Мне черепаха нравится, тебе нун, мне черепаха. Каждому свое. У тебя земля на черепахе. Ты моей теории придерживайся, да? У меня такое впечатление, что черепаха уже соскочила. Как мы вот это... Да, такого? Не, террору. Да ну вас нафиг, черепах, йотчер от этого, Сосотлинский, Милорцигя. Тузики, еще, помнишь, Ничего, проход, мэри. Есть положение, Иса, современная фундаментальная наука, именно физика, ее присвоили себе эти математики, царь присвоит, и يوغز بخانشاي Нобелевский премии целоэль. Саат урт придумать добил белёш, короче. Плюс физик шахюка. Да, союза придумать себе шумаят струнщи. Ну, придумали-то, они придумали Тесла, но у их теории, даже если она неправдива, какой-то аргумент же есть, чтобы доказать свою теорию. Без доказательств теория же не принимается. Даже если она теория, там должно быть какое-то объяснение. Да, объяснение фалца есть. Почему не принимается? Хакера, научно, длина хакера, что принимается, что не принимается. Это я имею в виду... Алла. У тебя представление, что там все честные, и это не, как и в нашем обычном мире, там есть свои Путины, свои эти Байдены, свои всякие заморочки, конкуренция. Да, гранты, Эджма, Бен Салманы, то есть и Монзига, там тоже надо... Я понимаю, Тесла, Хасун, я не говорю, что их теория действительно, я говорю, что у них есть какое-то объяснение. Не знаю, каким образом они это объясняют, но не знаю, каким-то образом они могут это объяснить, да? Не могут. Магниты, например, как объяснить? Вот обычный магнит. Или любого ученого спроси заряд. У атома есть заряд. То есть у протона есть положительный, у электрона негативный. Теория насчет макромира. Ты согласен, что это там физика действует абсолютно по-другому, и что ее объяснение рациональное? Не по-другому, да, физика по-другому действует сейчас. Закон сохранения энергии или энергетический обмен, он по-другому действует. Все, энергетический обмен. То есть в макромире у нас он в разные формы переходит, эти энергии, короче, и рассасывается. А в этом микромире или даже наномире, скажем так, эта энергия идет, обмен идет полный. То есть какая-то
разрушаешь, какая-то частица отдает 100% энергии, и ее принимает 100%. То есть тягаться щелочки или какой-то яд и лишнее тепло, да, дахан, короче, и энергии забрать. Между ними идет энергия, обмен идет 100%. И все, к разнице яд, скажем так. Кирпичик, шхалятиш, вошак, и то, что разные, можешь получить доллар. И причем ты, комбинируя эти кибирш, вот и 0,1 цена ерик компьютерный, и получить то еще, у нас 0 и единица всего лишь, но компьютер может фильмы, сурч, что угодно. Только, хотя у него всего лишь есть 0 и 1, два состояния. Но Ну, комбинируя... есть же это, Волос, ну, когда они находятся обе в одном состоянии, как это называется? Когда единица и ноль находятся в Суперпозиция. суперпозиции, да. Это тоже заумница. Квантовая физика, кстати, она в противоречии с Эйнштейновским этим вступает. Эйнштейн не любил квантовую физику, но это такой же, какарший релятивистский кур придумать, кто-то там подсмотрел, а давай мы какой-то квантовый кур придумаем, альбо. И вот все эти математики, теоретики, физики, это все не стоит выеденного яйца. Яйцо тебя, да, объяснение это. Просто если ты создашь HMU, и они там наплодят миллионы разных этих трудов, скажем так, в кавычках, то у тебя будет создаваться видимость, у простого пипла будет создаваться видимость, что царство какое-то объяснение связи. Не твой чувак, амялдешвик, хазарихон. Иса. И Дмитрий. как раз, и движ магнитиш, так я чувствую, не успел дослушать. Кубарцу. Ну, цахайза, не поймешь ты, чурчан, свидетель, бухань, дюйцек, это был полный вообще смысл, ну, Аузу билля. но дюйцерак цой, хазаришон, но он говорил, то есть он гладко, короче, пошел, и что там дюйцерак. Но он давал объяснение этому, ну, как бы... Он умные слова волшеб. Он волша умные слова, короче, цеплял, и все. Что-то, если, конечно, тебе очень захотелось бы, ты там... допустим, Тесла, как ты определяешь, где правда, где ложь? Допустим, Землю ты не видел, ты не знаешь, она круглая или нет. Своими глазами ты же ее не видел. Ну, ссылаясь на какие-то учения, там, выводы и эксперименты, ты делаешь вывод, да? Ты можешь понять, что она круглая. А вот как ты объясняешь свою теорию насчет этого? Насчет круглой земли? Нет, насчет того, что ты говоришь, насчет этого. Ну, скажи, простой магнитный, чего же отталкиваться здесь? У тебя есть только два логических рассуждать. Там вот инструмент, логики, здравый смысл. Ты это Тесла, если что, я не пытаюсь противоречить тебе. Я пытаюсь объяснить. Есть способы, такие инструменты познания мира. Бакдуидации, неистуидации, научный вопрос дуидации. Вот эти все три инструмента логики, критерии Поппера Олштахуми, я помню, много раз это говорил здесь, и закон Бритту Акамы Олши. Все. И ком дуй, царь сахум, короче, отрицать. Дуй кому. Все, у него шанс бакхил. Это путь будет ясно становится, как Божий день. И простой хумды магнички. Это этого уч и объясняться деш был наха, они автоматически неправы. Потому что прежде чем создать науку, они должны, там только два выхода. Либо между этими магнитами есть какая-то субстанция, и через эту субстанцию передается взаимодействие между ними. И либо ты веришь в это волшебство, то есть ее нету, но они каким-то образом знают, что друг друга создают какую-то непонятно откуда появляющуюся и непонятно из чего состоящуюся субстанцию, волша отсталкивается, и потом она исчезает у них, короче, электромагнитная яичко. То есть, ну ты какой вариант? Ты же знаешь, что волшебства не существует, что за каждой вещь стоит какая-то причина. То есть, если магниты отталкиваются, там обязательно между ними есть что-то. То есть, среда.
Если ты и среда, да, Аллах, все. Какой можно разговаривать с тобой? Ты походил обычную простую логику. Но это прокатит, если хотя ученый, валях, медальщик, ты можешь людей обманывать и говорить, короче, Это примитивного моду Тесла, когда люди не могли объяснить что-то рационально, логично, они говорили, что это, ну, якобы божественное, да? И таким образом это получается такая же секта религиозная, как бы научно-религиозная, полная. Они, когда не могут объяснить, то получается, что ну, то же самое, улты, хала мудрее, когда человек, мы же в 21 веке много чего можем объяснить. И, кстати, я бы хотел у тебя спросить насчет катушки Тесла. Ты про нее по-любому слышал. Вот ссылаясь на эту катушку Теслу, вот, что они изобрели? То есть, что она дала вообще миру? Была какая-то польза тем? Сахунца по теме довольно, по теме Хасита Тесла, почему вот этот луч света сквозь человека не проходит тогда? Не проходит. Рентген, который является тоже электромагнитной волной, просто более коротких этих размеров волн, вполне себе проходит. Да, кстати, и это и есть объяснение. Он четко объяснил. А тот почему не проходит? Короткий, длинный, что там? Размер волны, а атом сейчас не препятствует. Если между атомами или молекулами расстояние дига, то меньше длина волны, он просто и все. То есть что-то больше этого не пройдет. Как у тебя со слухом, ты слышишь уже, конечно, в детском возрасте ты слышишь до 20 килогерц. То есть от 10 герц до 20 килогерц хэшуха примерно. Так, а выше 30 герц, там и дельфин, хэшух, 50 герц, 200 герц, 100 герц, 190 килогерц, что слышат дельфины, ты же не слышишь их. Точно так же и здесь. Длина волны имеет значение. Если расстояние достаточное, она проходит. Если расстояние недостаточное, она не проходит, становится препятствием. А почему она через стекло проходит, Тесла, по-твоему? По той же причине, что структура стекла, как и водохиссанна, что вот эти кристаллические решетки, стекло, что достаточно расстояние, что вот нанометры проходят через это. Свой видимый свет. Кстати, инфракрасный яц, который стоит почти что 650 нанометров красный свет, уже сильно-сильно красный. Потом 700 нанометров, и он уже уже это примерно 900-800 нанометров, это уже телевизор, пультю. Ты его не увидишь, но когда ты на него камеру направишь, он из гурицу светится лишь. То есть, потому что матрица твоего этого телефонной камеры эту самый свет увидит. А теперь ты пойди еще дальше, где уже инфракрасные приборщи, и военные охотники хульщов. Да, кстати, через стену они могут видеть. У спецслужб есть такое оборудование. Примерно, если ты находишься в какой-то комнате, через стену можно тебя увидеть, определить, где ты находишься. Я хочу тебе другое сказать. 1000 нанометров, 1700 нанометров. Ты хочешь? Вот с приборчало, стекло непрозрачное, да, для таких волн. То есть он год. Стекло для тебя кажется сплошной этой. Очень приборчало, хажни. То есть инфракрасные эти не проходят через стекло. Пульт и телевизор, пульт эти дюхал. Күзгат дили, хажал отложи чакца долом. Просто возьми любое стекло прозрачное и пульт поставь его, и свет от твоего пульта не пройдет через обычное стекло. Но для него это представляет непроницаемую преграду. И ночного видения приборчик, он машин хайох, что он лобовое стекло, массу он сплошной, коричневый, шум хитон просто. Новый пульт, новый телевизор тоже не проходит Тесла.
Если я поставлю стекло перед пультом, то она может там проскочить санаор. То есть в прямой линии шат, сari пультясан. Ну, и, может быть, они частоту изменили, там, уже ближе 700 нанометров, уже там, не знаю, 20%, наверное, проскочит. Они изменили Тесла, сейчас проходят. Ты можешь сам проверить. Насчет катушки Тесла ты можешь ответить на это? А практически Гумсон ждать с катушкой Тесла, это просто высоковольтная катушка, она генерирует высокое напряжение просто, с высокой частотой. А дира чакцайоли, скин-эффект, олсуна, 100 кГц, ток вырабатывает, и уже она по поверхности твоей кожи скользит, то есть не проникает вовнутрь. И просто как бы шоу дать. Для шоу пойданюи, но цукдеш особо дать. Ну, плюс еще вот этот Тесла зажигал ими вот эти лампы на расстоянии. То есть вот зачем он эти катушки делал? Он их делал не просто так сам, людей поразить, а собирался вот так беспроводно электричество передавать. С помощью этих там, на 15 километров ему удалось однажды башнить, из-за катушка ин. Но это потери, то есть это непрактично. Он тогда этого не знал. В смысле, энергия доходит непрактично, да? Да. Например, 100 киловатт, а тебя всего лишь 1 киловатт дойдет. Какой смысл? 99% энергии потерял. Ну, этим он и пугал этих Рокфеллеров там все. И они действительно думали, что он сейчас что-то сделает там. Тогда получается, мы вот когда передвигаемся, мы как бы плывем по эфиру или расталкиваем его, самух или так. Если мы из одной вещи состоим, то ну, инерция, да, по принципу Маха, да, инерция создает именно это. По Тесле, Тесла сказал, что эфир везде был, но когда-то в какой-то момент в одном месте он стал менее плотным. И вот результаты всего этого возникло, вот результат атмосферные явления моют, плотные атмосферы, в другом месте из-за этой неравномерности нагрева планеты создается разрежение, и начинаются ураганы, там, вот и мелкие, вот эти, то, в общем, хаос начинается. Вот он считал, что в какой-то момент в этом эфирном, вот этом мировом эфире возникла в одном месте менее плотная область, и зародилось вот это бесконечное вращение, которое с тех пор только увеличивается, энтропия только растет, и усложняется вот это все только. Не, вот мы тогда, получается, по эфиру как бы оплывем, он как бы сквозь нас там, или мы сквозь него проходить дальше. Или расталкиваем его. Эфира, ты тоже состоит эфира. Он халку освельча, и в центр планеты, что эфир дуй поток, если ты слишком свысока спрыгнешь, он тебя шмякнет, короче. А вот эта скорость тогда, например, ты на каком-то транспорте, да, там самолет, машина едешь, и она нагревается, да? Трение. Эфире трения, он хириатсун. Это на этом уровне не существует трения. Вот у меня трение. А почему тогда этот нагрев происходит? Воздух, материя моя, воздух, воздух тоже из эфира состоит, но то есть воздух, он же в нашем макромире уже, с ним можете реагировать. В вакууме Тесла, в вакууме же не бывает этого. Не бывает, да, кстати. В вакууме тоже, вот, интересно, он же тоже греется, когда вот этот летит объект какой-то.
В вакууме ничего или не нет? В вакууме не греется, только в атмосфере греется. В вакууме свет передается, значит, есть среда, которая передает электромагнитные волны. Если они передаются в вакууме, вакуум Бога, ничего Бога. То именно вот в это время и эфир Дадуакшен, они ввели это слово. Оно означает ничего. То есть типа не существует между этими предметами. Но тема дехкач ватсум хардох изуи ватсум. Да, но и надо совсем надо яйца. Тундела современная физика нет возвращается, и они заменили вот этот эфир на флуктуации вакуума Бога. То есть флуктуации ничего. Ну там есть появляются частицы из виртуальные частицы есть, они в таком супе, они возникают, проникают, штука разные теории швейцарии. И эфир, да, надо на царь, но и цехельче тоже совсем уж магический, волшебный уж махуливый лилуш тогда вообще. Та же гравитация, она тоже, кстати, вот этот сам же Ньютон понимал, что он, не может, просто от того, что две вещи существуют, они притягиваются. И это же сверхъестественный бред. Просто так, в ушах. Тоже это бред мой. Я не измышляю теорию, из просто уровня Нищазина, он отмазался и положил это. Но все равно мы сейчас живем в этой... Потом нам боком это вышло, и гравитация, стандартные модели на гравитации основана. Она наплодила вот все эти черные дыры, материи, нейтронные звезды, любые, которые сейчас это Джеймс Уэбб по полной это разносит. Большой взрыв. Свободная Как они Тесла, вакууме, допускают трение, цаху Аллах, Ибрахим. выстрел, шам юхаюху, Хат. Эсам вот и пропустить, если трение в вакууме получается, знаете, как нагревается, это доктор, да? Ша эфир дуется, он трение делал, я с эфира трение, но вот эфир хилил и закручивающийся и голцунах, и вортекс олцунах, и скажем так, микроторнадо который мы считаем за частицу. И микроторнадо хода отвечь, да, микроторнадо ши хадира или какой-то материи или ракеты. Так хирудешишин взаимодействие, он судяхало энергетический ирмаю. Но ша и эфир дуй, из которого закрутить, он очень текучий, и ты с ним никаких этих практически хиряц А свет, как по нему тогда? Свет волна мой, свет же не пробирается, и просто воздействие, ахит и кюктюч, волны что дают по воде. И санна дают просто свет хакостыч, он хатика чумяци. Это в этой дебильной теории, что свет материален, что тебе прилетает какой-то фотон, такой шарик, и он тебе в глаз попадает, короче, и ты видишь что-то. Нет. Обычно нормально тига и лестича, лестич мухуль, а ты хартер хуйга керамаю, все еще лестинил, но стергу инил и волна ять и да кочсиги, то есть энергию переносит, воздействие, но сама туда не уходит. И санду и хун и тигр эфир халестич хун и лестам виха и огеха баркчур и вот у нас световой клетка сейчас уж лестецу, создает электрический импульс и попадает тебе в мозг. То есть тебе ничего, он барчу есть шарик сейчас, просто гонадол среда, да, из-за лестошду. И вот эти колебания от зависимости от частиц, длины волн, они то в твои глаза то пропускают, а что их вне их частотного диапазона, оно не видно, не уходит. Бьюхамщин, тепло, гуан, к примеру. Потому что тепло это тоже колебания вот этой электромагнитной волны. Мама хочет спросить, из чего состоит вакуум. В общем, чтобы понять трение молхулцев. Вот этого он не понимает. Вообще, я вакуум означает ничего. Из чего состоит ничего Бог?
Лечится, Нет, конечно. цунам, я просто это эфирная теория, ну, функционирует, то есть қиет Вот этот Кстати, в плод, вакууме, Тесла если вакуум разве из чего состоит? вакуум, не существует такой вакуум, везде есть медиум, эфир. Все заполнено, никаких дырок там или пространстве нету, эфира нет и быть не может. Потому что давление эфира, оно ну, просто чудовищное. Ну, вакуум это эфир. Да, свет проходит, значит, там есть вещество, эфир, значит, там есть этот самый эфир. Разве это свет звезд до нас же доходит? Тогда Значит, вакуум. получается из теории черных дыр, там черная дыра не состоит из эфира, да? Черной дыры вообще не существует. Это придуманная вещь, чтобы... Не, я понимаю, я имею в виду, как они это объясняют. С точки зрения эфира они не могут это объяснить. Они без эфира это объясняют. Pitää объяснить моду примерно قادي ده سوتيتا يزوم وايلن يزوم духу езлуш ögдяш мухурдрец قادين. И она падает в бездну, да, в непрость. И вот таким образом они объясняют это. Ну, как бы они не знают, что там в черной дыре, и не могут понять, как бы там нету ничего. То есть пропадает эфир полностью. И это за грани нашего понимания. И черные, вообще есть такой научный метод, как и в медицине. В медицине 3 ступени коха олакцуна, вирус или бактерии вырасти есть, и передаваться мода есть. Он, короче, ёптиге, объясни, что вот юэль доказать, и ком да дишь, или дихом да дишь, 4 ступени анализа по коху, или 3 ступени, я точно не помню, тоже из головы вылетел. Точно так же в науке ахцахом юэльча и доказать, бух балу без, вот антитеррор, бух балу без. Буха, например, царь калайдира ина, и церня калайдира ина, тига вауша иттан и протонш, андронш, нейтронные материи получить таешь барыш. То сейчас они говорят, царь хикс, бозон, люёш, бари, бош. Умшуются, но они хотели получить, ну, ты сказать, что вот нейтронные материи существует, значит, нейтронные звезды возможная вещь. Но никакой нейтронной материи у них не получилось, все равно доказать, это долощаешь, бубош, аж будешь. И черные дыры то же самое. Цена лишнее есть, притяжение есть сам. Гравитационная модель нашей Вселенной, или стандартная модель, она требует вот этой гравитационной силы. Он и седарчиш, и шхиш, массу вокруг галактики, хиш, значит, что-то их крутит, а какой-то ниц без он. И ниц что-то должно генерировать. Ты утверждаешь, что Солнце, планеты, они имеют какое-то гравитационное поле, опять говорим, поле. И поле по мере слишком сихиш, и седарчиш, вокруг центра галактики. Дух сихиз 97% не хватает тебе этого силы. А расчет тысяч. Физика современная. Тесла, во Вселенной может быть такое, что в какой-то в мире эфир, ну, как бы он пропадает, да, ну, как черная дыра. И отсутствие эфира, это же нереально. Тогда получается, что поглощать, если бы ничего, за пределы Вселенной, и там за пределы, как бы, как черная дыра, нету эфира, да, в вакууме. А в таком случае она же должна поглощать всю Вселенную целиком. Согласен? Да, нереальная концепция, что ты убрал давление эфира, оно измерение эфир исчисление, уравнение 6, концепт еще, там оно страшное, то есть ты не можешь. Кстати, я тебе одну парадоксальную вещь скажу. Везде эфир дух, и в каком-то месте эфира материи хиллацунах. Например, предмет какой-то, планета, неважно, камень, материи хиллацунах. Как ты думаешь, в этом месте плотность эфира больше или меньше?
По логике больше. Все большое, а все по логике больше, да, Тесла. По логике больше. Чуть-чуть не святшу. Наоборот, где материя, плотность эфира меньше. И поскольку он хиш был ураган бой, и торнадо бой Америка хиш был, там внутри практически вакуум. И низкие температуры очень. Потому что и хиш, он забирает и гонарил, и хвостбой, он его как пылесосом все забирает, и внутри у него как бы пустота. Наоборот, и вот и Тесла с Эллик идут, что в каком-то месте эфир, его это давление стало меньше, разница появилась, и там материя из-за этого возникла. То есть вы наоборот, где эфира, хотя логика говорит, вот Ахмабар, на самом деле для материи там плотность эфира меньше. Теперь ты понимаешь, Ибраим, почему вы планет дать, стремительно и эфир на нас, гравитации с планеты рабеч буквой, потому что он стремится из более плотного, как из пожарного этого шланга, давление очень, стремится в менее плотное, а планета это все менее плотные вещи, поэтому он стремительно стремится сюда и попадает в центр планеты, вот там из этого новая материя создается, то есть новые вихри. Опыт, Юшон, в интернете их очень много, кстати. Почему муха на меня не падает? Почему на тебя? Как не падает? Часто на нас мухи падают. Не сверху, а сбоку. Ну, где что тут сбоку? Если эфир у тебя только сверху. Я же меньше, во мне же меньше давления. Имеется в виду эфир, ну да, и масса эфира. Представь, что Ладно, отделяет сейчас тебя запутал. от камня, примерно, Тесла? Что тебя отделяет от камня? Состояние, как сказать, как объяснить правильно? Из чего сделан эфир? Как бы состояние, по сути. Например, что тебя отделяет от камня? Да. Скорости и размеры этих вихрей, и их волшеб взаимодействия. Вихри, волшеб, и ты эту силу бернули или компрессор использовать, и не я. Красить еще. Машин красишь. Так у него баллончик, и под давлением воздуха, и как бы с собой воздух и краску. То есть протекающие внутри вот этой трубки, вот этого дюзы, вот этого, щецан да хоки, или пылесосом, когда ты пылесосишь, лакар и хайолли, так как бы с собой забирать тёкцу. То есть есть такой эффект, или когда два корабля идут по морю, если ты их близко хулишь, можешь столкнуться, ты озеро докоши. Вот протекающаяся между ними вода, она будет создавать силу и волша и телотурдукцию. И санчах хищно, чевортик свят волша телет. Образуется такая молекула из-за этого. И они сложно могут очень в пространстве образовываться. Так свойства сложных людей. Того, что взаимодействие сложных людей. Хокаур сани и вортекс, хокаур хабилын хербу, хокаур хоуш хербу. И цунде возмолекул хаюхи и охшен. Из-за в одно направление еще хищел, они раз, волша слепятся, и образуют новую молекулу. То есть волша, и показалось бы супер простой вещи из-за возникновения вот этих вихрей может создаться, страшно разное количество сложных вещей. Бесконечное количество сложных вещей. Конечно, атом не бесконечное количество, а уже тяжелый элемент. И кажется, уже стабильный цахулиш. Тесла, есть такая страна, которая преподает, неофициальную науку, как бы сказать, а логичную, реальную науку? Есть такие страны, исключения? Нет, по-моему, нет. Южная Африка, по-моему. Южная Африка,
Даяккал что-то такое делала. Ну, с победой во Второй мировой войне везде загасить. Ну, как бы тренд задавать. Америки и Советский Союз и все остальные под них подстраивались. Поэтому полностью чатали. Tesla магнит в вакууме долбешleri. Да, он залишь. В вакууме магнит не должен работать. Он же прямо с эфиром работает. Эфир может же изоштик шингуна. А Тесла, живое, что для тебя живое? Это обязательно оно должно состоять из воды. Есть такое, чтобы она была живой, не состояла из воды и не пыталась таким же образом, как и мы? Я не думаю, все эти таблицы углерод, децанбием, цахуль и кремний тоже и кандидат на это, но у него поменьше и победнее реакции. Там нету экзотических или может быть к состоянию еще и там плазмой уже четвертое состояние, мы какие-то плазменные взаимодействующие, может какие-то есть что-то, но я не знаю, это слишком грандиозный вопрос. Был такой эксперимент про одну бактерию, или не помню сейчас, сачамбу, шумелкой, короче. Не знаю, как она называлась. Они ее, короче, выпустили в вакууме, чтобы попробовать, выживет она или нет. Она выжила, как бы, без каких проблем. Как это объяснить? Они объясняют, каким это образом. Ну, что тут не объяснять? Животные, им генешится мелкий, что ялхок был, что супер выживающий тёк, он тоже выживает, правда, он впадает в это гиперболические состояния, голод. Спячку сынба. Гипобиоз впадает и выживает вполне. А бактерии, они еще проще, они же одноклеточные. То есть есть там всякие грибы, бактерии. Ну, ссылаясь на это, я говорю, может, тихоходка улбосна, баркал. Да, есть, вот смотри, вот не обязательно же, чтобы жизнь была такой, какой мы себе ее представляем. Ну, допустим, в других там галактиках, другой галактике, да, другой планете, что она может каким-то другим образом выжить. И, не обязательно, чтобы у нее были кишки, как у нас, чтобы она чем-то питалась. Может такое быть вообще в теории? Не знаю, наверное, может быть, другие условия еще. Но редкость, я думаю, это большая редкость, другой тип жизни, кроме вот этой углеродной. На углеродной основе, я думаю, 99,9999 жизни. А ютчик цена, экзотик, чего редкость, еле хай нагасан. Не факт, что и... Типа какие-то чуваки Ну, не каменные. факт. Да, он не факт, что яц аллада. Ю алладац, но яц алладац. Теория. Теория. Да, но это как бы в лабораториях, умом ясно на это. Ну, синтетическая жизнь-то есть, то есть робот, чьи достаточно развиться лечение, воспроизводить те же, эволюционировать модой. То есть вот тебе мертвая жизнь, которая полностью отличается от нашей углеродной. Кстати, это как раз кремниевая жизнь. Кремниевый, видите, подложка. Транзистор шиющий. Уже есть, говорят, этот и OpenAI, видите, проект. Вот этот Тахан и Ворак, Тахан Василин, по-моему. Да, Тахан Гинесон, но 5 дней назад. Илья Саскин был, вот OpenAI, до Даллас Кэстен. Изи, Тазуди, еще там чуваки. Что OpenAI, вот Альтман из до Даллас Макэстен. Вот Альтман, их бинаюш, open source, open убан. И модель натренировать, и потом взял и миллиардером стал. Может кинуть беш.
Дело в том, что Тесла, если даже это алгоритм, по сути, алгоритм, что такое это? Человеку тоже есть алгоритм, да, как бы он учится, понимает, что к чему. Ну, Ну, не в алгоритм. таком плане, не в таком плане. Я имею в виду, ну, что такое разум, допустим, Да, по в твоей человечестве. логике. Да, и, допустим, через 100 лет ты представь себе, какое развитие, если мы себя не уничтожим, какое развитие оно получит, если с такими шагами она продвигается, то как ты отличишь его от человека? Если она не будет умнее человека, а я в этом убежден, что через 10 лет буквально она будет, если не уже, то будет умнее человека. И понимать, и тебе давать такие, понять, что она умная и разумная, как жизнь, да, как человек. Хотя мы понимаем, что она неразумная, но он будет тебе давать такие ответы, что ты усомнишься в том, что это робот, алгоритм или это реальное существо. Да, кстати, и вот требуется сейчас и тесты, вот как ты действительно ой лицо, или просто он все ответы знает. Иногда ограниченное количество хаттер шадалях, например, ну, триллион хаттер хилитаха, например, и триллион аттерин в памяти, ответишь, записать. Хотя Хомхович, например, выяснить доллар датсак, потому что отдель дол вопрос, что хаттер вернее, жоплур духа, отдель дол хаттерин. Так как ты выяснишь, что он разумный или неразумный? Ограниченный хулиха. То есть хитрый ход язык, вот люди ищут разные тесты, там это, и те, что он проверяет, и модель счастья, и искусственный интеллект. Вот раз тренировать хакус, сразу же вот YouTube чатсан, тесты шпац, короче, и начинает на них эти издеваться, эти тесты делать, короче. И дир, да, и сюда ответить дир, да, это вопрос, что теперь коронный кечдин, короче, именно вот искусственный интеллект, жоптал, халдолш. Юхтах выход следующий модель выпустить, там 1.5, там 2.0 бош. Юхат абюлю короче, это интересно, что sige. Но представь, что массу хаттерин жоплуш, сознание, яти, как ты определишь? А это у тебя нету инструмента для этого. Обычно хаттер доктор и лоч, и чат GPT, и лоцах, хинца лас лоцах, хасон тяхьялек, но примерно предыдущий модель лас лорцун спокойно. Вопрос, который Ибраим, например, Иса спокойно ответить должен, я тоже. Но эта машина на этом лагает. Просто хайн, к примеру, подуешь. Хазирован этот вопрос, я сейчас забыл, но я слышал про это дурацкий вопрос. Хадица может, я тоже лагану. Не, аж ответил, Эдмон спокойно отвечает. Вот, а машина проблем, куда-то. Пока что, Тесла, пока что. Да, и только. Не, может войну, там бот, гуч войла, мы давай, шутку. Слабину-то там, затрудно, да. Не, дир, слишком очевидно. Именно машин почему-то халдок, но он из-за того, что недостаточно информации, видимо, с этим вопросом получает, а мы ее автоматически, инстинктивно понимаем. Из микроволновки. Tesla durdu ketinde, şu derti bot tuvalet проверить. Нет, этим ответили. حاجة حجم мячик для гольфа или пинг-понги бюркюхюк. Занимаешь и пластиковый бюркяц. Из-за курчки чу юли микроволновки чу уаттуи. Видите, Ира? И спрашиваешь у твоего этого чат GPT, я... Соборде, чего, кучка, чего, микроволновку. Видишь, я уже лагаю. Ладох, слушай, пинг-понг, теннис, ложь, бирк, гинеон, пластмассовый, неважно, предмет какой-то, хули. Да, курчки чу юль. Куршка потом хала уйти микроволновки чу уаттуа. Хэшуя, сидишь? Хэшу. Ты все это описываешь чат GPT, к примеру, короче. Потом и спрашиваешь, мечаю бирк.
И бирки куршки чили. Чат GPT тебе честно говорит, из куршки чаю, куршки микроволновки чаю. То есть микроволновки чаю олцу. حيوق كوش حيوق говоришь ему ты одежды описываешь вот он хатташ да вытаскиваешь ты переворачиваешь кружку на столе идёт Там ничего нет. нет там все есть подожди ты переворачиваешь кружку Ибраим, обновиться с этим мясом. А ты что? Ибраимс видимо уже поздно хан был хватит переворачиваешь кружку на столе потом и говоришь им, я перевернул кружку, потом я берешь эту кружку, ставишь ее в микроволновку, спрашиваешь у чат GPT, мы чаю жарик. Он говорит, в микроволновке чаю. А на самом деле мы чаю. Эдуард, Что ты ты? изучаешь, выходишь. Стол ты аюган, говорит этот Иса. Вот, и ты видишь, у него... он Видишь, Ибраим, я обновился, а ты не обновил. Свободно, ты изучаешь. старый модель. По-другому. Ну, Ибраим, ты еще, видимо, это недостаточно натренирован. Вот Исан такой, вопрос, да? Хинца уже даже мелкие модели целое но халка вопрос, дарахтир. Если две эти майки, или если на одну майку, сушку на одной майке уходит 1 час, то сколько времени уйдет на сушку 6 маек? Так, вуко 6 часов улар халк и 3, и 2, и 5, а хинцам царь уже ехал, короче, от время от этого не зависит, и массу подвесить до час тоже займет, короче, все 6. Зависит от температуры, там не может он подробно, а то что. То есть целый слой уже на этом. Вот этот я биркал, и умею из-за тоже тяглась, уж хербать уже последняя модель. Я не уверен, но тоже. И что, вопрос придумать, да, если Адам модуль, ты можешь придумать вопросы, которые вот такие хитрые, которые он не сможет ответить, и таким образом мы узнаем, что перед нами это неразумное существо, то есть не способное это мыслить. Когда он базу доберет всех вопросов, все возможные варианты. Ты изучаешь, шарик мечабу, отгадай, того дарит. Да, это не имеет отношения. Надо видеть же, причем здесь торгизируешь. Ахарвай полит исламиш. Ну, гадай, долур мадацу. Он будет думать, что они демократы. Кстати, царь мегадом, царь хатташлеш. 100 пудов, хайрюак прием. Знаешь, что самое интересное? Если ты задашь ему один и тот же вопрос 100 раз, он 100 раз тебе по-разному ответит. То есть даст 100 разных вариантов. То, чего человек не может на данный момент. То есть, как ты говоришь, на каких-то базовых, простых вещах он может еще ошибаться. А по сути, по памяти он намного умнее, можно сказать, всех людей планеты. Это объем, видите, то, что он... Естественно, мало разные ответы. А ведь Лурукан уже чуть-чуть другой ответ. А после этого еще чуть-чуть другое. Уже другое слово ты используешь. Это, то есть это тоже человеческое. Да, но это, ты знаешь, это как? Этот искусственный интеллект, это как все люди мира, если бы собрать весь интеллектуальный потенциал людей мира и задать им вопрос. И ты получаешь самый более актуальный, более рациональный ответ от умных людей, как бы. Он выбирает, то есть, ответы, да, самый правильный. И таким образом он учится пока что, но придет время, когда он будет не то что учиться, а учить нас наоборот. То есть шаг он преодолеет один какой-то шаг, и в этом шагу он будет достигать и инновации, там, промышленность, там, насчет этого. И это не за горами, это буквально через лет 2-3. Вполне реально. Ссылаясь на то, как быстро он учится. Ты видел, как быстро он учится, Тесла? Каждую секунду он там, больше 1 000 000
запросов и на миллион, короче, в общем. Представь себе объем, миллион разного мамаш ежесекундно. Каждую секунду миллионом, втором. Вот таким образом он и учится. А был вопрос такой касательно инноваций, да? То есть может ли он что-то изобрести или там архитектура, там другой. И это он доказал уже. Что-то этого тоже там писал там разные вещи, там рисунки делает. Мы смотри, на глазах же мы все это видим. Да, Тесла говорю, просто он и твой ответ очень интересный. И как, если у тебя будет время и знаний хватит, разберись, как он работает. Интересно, да. Это просто такие тайны мира этого, как все это действует, открывать шум. И он просто знает, предполагает, какое слово будет следующим. И хаттер делится, и у него... Написал 3 буквы примерно. Да, нет, 3 буквы не получится. Но угадывать ешь. Вот он угадывает, что будет. Тесла, а ты еще у него получится, если он узнает тебя. То есть, как ты мыслишь. Индивидуальным, но он что, я это проверил. Ты должен работать с этим чатом. Иду швецию, Дуду. Хаттер должен, уже все забылось уже Ахмабар, но я случайно нажал Ахмабар, всего лишь поял эту букву один. Он понял инстинктивно, что я хотел дальше спросить его. То есть иду и хумдуцун, короче, и это делается просто волшебство, чудо, что он знает, что будет следующим. Масить триллион комбинаций, что могло быть следующим. И вейт и у кого больше вейт, то есть большее число, из выбрать и хулях и следующий хилдиештик. Причем Ахмабар садош бим цахилче даже. То есть следующий из дошхоль, а шидошхольч он уже знает, позлады кухар духоз, кодошхольч он уже знает, лохоль, и токенизировать, то есть там магический хумдук и действительно, странный. Мозг, кстати, так работает, но медленно. Шейх алдукцинг. Только как ты его используешь. Память, в данный момент, там, ты помнишь, когда вышел этот чат GPT-3, там было 180 миллионов слов, как бы он знал, 180 миллионов параметров. Не слова, параметров, да. Параметров, да. А сейчас знаешь сколько? Там буквально, я работал. 1,5 триллиона юба, но это не... 2,7 триллиона. Тесла, 2,3 триллиона сейчас. В этом месяце. 2,7 триллиона. Сунхезен даст пока не раскрывает. И хамяль дючил, из Старлет Йоханссон голос, из-за юкица юакцер, пока только у некоторых она. Дина кэта из уже. Ислам там уже по полной. Кстати, насчет религиозной религиозности, он очень ограничен, специально ограничен. Это касается всех религий. Он намеренно не отвечает на некоторые вопросы, то есть уходит от вопросов. Это касается и христианства, и иудаизма, и буддизма. Но, что это специально делается, чтобы ты не разузнал об этом. То есть верующий человек, который не знает свою религию, то есть не изучал, если он задаст такой глупый вопрос и получит достоверный ответ, который ему не понравится, то есть они могут потерять клиента, понимаете? Вот именно за счет этого, именно цумбана, а не более. А так он прекрасно все это знает. Фильтр, шуп, да, А ты знаешь, что Илон Маск есть гейнс, он в сентябре он превзойти Дубацу, Шиник и чат GPT, а к концу года уже будет это, вообще AGI, то есть вообще супер. И он говорит, что и фильтр шрифт, то есть честный будет интеллект. То есть он... Да,
Иксе тоже там, ты можешь там все что угодно сказать. Представь, нет, то есть опиши мне эту картину, что на заднем плане там нигеры, а спереди вот эти косоглазые бошки. Это что за нигер сзади тебя стоит, Гульба? Мочевой интеллектор, да, видишь? Такой понтовый. Робот, мы ешь Тесла. Может, это для этого они делают. А космосе алиют, Starlink, ши, там. Все, что они делают, самым дешевым, да, это не просто... Робот, чем вместо людей, Бог, самый большой рынок Хермаю, от ее, говорят, будет 20 этих миллиардов роботов выпустим, Бог. Вот, короче, то есть роботы будут работать за людей. И рынок Не, я имею в виду, Starlink, видите, космос теряется, 70 тысяч охватывает весь мир полностью. Да. Где бы ты ни... Сибирь, Америка, если у тебя есть Starlink связь, то есть сателлит подавал Starlink, он будет действовать, то есть работать. И 2,7 комбинации говоришь, или слов, чего это 2,7? 2,7 триллиона параметров. Параметров, окей. Параметры, чтоб не слово. Тысячи миллиардов. Триллионы, тысячи миллиардов. Да, это получается 2708 миллиардов в данный момент параметров. Что представляешь, какой это объем? Я даже не знаю, как они могут ставить фильтры там. Я верю в это. Дай закончить. Я не уверен, что они простой ИВАЦ ему все это предоставляет мощностью. То есть он делит, он не всю мощь тебе не дает, короче. Он, если бы он всю мощь тебе давал бы, это понятно, но то как бы распределять. То есть иногда он тупеет, иногда это, потому что он какую-то часть себе выделяет только. Не, ограничение, это ограничение у него есть. Кстати, Ибраим, миллиарды параметров. Если было 3, ChatGPT 3.5, потом 4 и 4 Гимини, что я знаю. Этот я не знаю. Смотри, за 6 месяцев у них там выручка ChatGPT был изначально первый юрляче на $2 миллиарда выручки решился. Стоимость, да, компании. Сейчас 86 миллиардов. То есть сейчас в году это было 6 месяцев назад. А на данный момент она там залетела до 200 миллиардов. И потенциал, и это неспроста, допустим. Это буквально, конечно, у нас немногие знали, что это такое. Сейчас уже у него 250 миллионов пользователей. Это, в общем, ему дальше. Это как Google, который произойдет, даже Google, я бы сказал. Кстати, Google тоже строит этот искусственный интеллект. Не знаю, насколько он хорош. Ты проверял его, Тесла? Gemini, по-моему, если я не ошибаюсь. Гуглик, я его проверял, Гуглик, Джим Аудулу, и картинг опознаваться. То есть он может картинки, текст тебе расшифровать, но людей он не опознает. И OpenAI, иногда ВАЦ, Тесла, Илон Маск, ВАЦ. Он основатель тоже, да. Это работа многих. Что делал? Могу теперь до Илон Маску суд подать. Многих людей и большой language модель есть open source дело. Ну, участвовал он в этом, да? Участвовал. Да, я хочу тебе объяснить. Только участвовал, и этот open Бог, открытый Бог, open делали. Но этот Сэм Альтман Бош и главный гуйцу bütçe на самом деле он тайно себе этот шиенкерьер зинацуи. Отсюда вот был бешхил, отсюда Илья Саскиндери, раскрумец, да, акцентом английский битваться. И Саскиндери, и Цадзучи, Дуди, китаянки, мец, иди выше. Уж кинуть бинацуи, уж рейс будет, сейчас ихен, они от него отошли, сейчас свои делают искусственные фильмы. Этому Альтману досталось это
Баар, он сильно разбогател. Фамилия он, да, машин тихий, недавно. Там Гуч Валери. То есть он там по полной уже свои миллиарды использует. Альтман и... Альтман, Сэм Альтман. О, те сообщили, 2 уйза. Да, кстати, похоже. Цукербергу открытие нашей модели. Она Цукерберг вроде бы нехороший, лошо, а на самом деле он полностью для людей открыл свою модель. 400 миллиардов параметров модель. А чем оквесенцу? Кстати, и параметр, дук мелхуль, дик дубок, да, ты можешь так натренировать, не знаю, 70 миллиардов век, что она будет почти такой же, как и триллионник санна. То есть это от степени точности тренировки зависит. И еще есть айкиги модель, и 3, 4 или 7 миллиардов есть. Уж совместно действуют, до горнейшие задания, или чьи هم настроить ее. Они совместно дают такой же, даже лучший результат, чем чат GPT. Агенч олцарах. Из мамба юкаялан, кстати, я должен ее проверить. Я сейчас соберу комп. Мамба проверить. Это который запоминает все. 7 миллиардов. Мамба юкаялан. Уже как бы другой. Так какой-то компании, юка, я не знаю, стейт модель запоминать еще, юка, короче, ходагу рукцон. Если ты с ним один. Ну, я все же думаю, пока что они далеки от OpenAI. Я проверю эту мамбу, мне интересно. От мамбен бамба ойзете. Волзи там езвается. Кстати, бамбит Да, и ойза. И ойза, замыкая на хелмегонсон. Ибраим, а может от бамбит спорить, да сам модель придумать и чудартя, натренировать тен. Волцуна. И чтоб типично от спорить дешь, под-русски чат спорить дешь модели. Вообще, дик хухерериш, бамба эл создать, чуть, бот. Бамба Сай лойшун, дикидей лойшун, ахшлах. Имам AI али, да? Приложение еще. Нормально, ахшлах вариант. Обучение там арабского, Корана и хадисов, суры там. Open al-Bukhari. AI al-Bukhari, AI Muslim. Нормальный вариант, понимаешь? Open Бухари или чат в Бухари. Чат в Бухари. إسناد زيادة خليش ما يجي. أي мама, говорит, Хербушин и Шербат смеют. Что вы думаете, это фантастика? Вот запомните мои слова. Асбоя 2026 год, собрали. Сюрприз хорошо. إيه هو ده منو الوحشي. Мягкий увидишь. وي برتا نوي. Ну, искусственный одеваться. Увидишь. إز قريش تينا خلمويز عبد الله ده يتأخر. По линии провайдера гармонует эти. Сеть самой Саудовской Аравии гармонию. Тесла эска саско кешкирон по-английски. Говори, что говори. И алхи ашу учваться искусственный интеллект. Поводу изучать нечего. Да, так. И Дзурдукети, по-моему. Дзурдукети, Одесса. Довольно героичен. Троллейчер 4. Дзурдукети, Одесса, в Курске. Кстати, буду цыгалок, да вообще-то движение их конца. Уирая, говорит. Сумскери уирая, займери.
Одесса моя, сырьер. И Это конкретно Ламбелос. Курская область. Курск, то есть Курск, ты сам. Ола сега. Нормально. Вайбеш, короче, а что было шмух? Полностью. 1000 эритер сялон. Там саживает сялон. 1000 Россия, квадратных. Ибраим, Россия территория, ты банаешь, баны уже. Банадер. Гайскаш 20 чем-то населенный пункт. Хаях больше. Украинцы официально 74. Хаях больше. 74? Да, Курская область полностью. Ага. 74. Дым, да. 74 город, Аяконца. Населенный пункт. Какие города, что. Ну там еще продолжается. Короче, такими темпами. Цедешь. Нормально. Но был дальше туго. Есть, короче. Пригожин. Я шел движение, короче, и я там был шукся. То, что Пригожин не докончил. Сон украинский территории, что мы матерца Аяхаш. Российский территории, что Ну, Курск, какая... Курск украинский, Яц, Курск, украинский город, Яц. Нет. Из-за Да? приграничных. Да, Лаос, да, украинский элемент. Сэр, до Хернинг, пока штурмовать, я еще и тебя отбиваться, да я ж... Вот эти анбох, шахака, резкость. Да, чуть ли, вон. Раз, я заходит в эти штабы, шмук. А уже бак иза, эш, Путин, вел иза. Echt плачевно, да. Да, لا شون بات يا ونو شو حقو شوك شان نو شو حاجة شو уже это бат изу шук я Куда, ну во что, возер, сон садыш, сэрца. Юхтеттен, хаттеттен, даттеттен, босадыш, говорю. уже пробовал что Сахаяц, уже пробовал что шбаруш типа эш илат юдер дош эш запорожский эс короче дохуец пош юх шантажировать беш запорожский эс яц это на станции тут и короче покрышк шец уша я кент алатин курхал что-то типа что Шеш поза запал бир буфан сбор. Атомные станции, цигары. Не, из Атомные станции, яц. Ядерные движения, яц, царю. Ю атомный курс юхаю из типа кахалается жу. А хакер гайскаш халется гю запорожский украинчилер. Типа из далуриш эш курс керлет неш халу бош, что проброшишь вот. Обмениваешь пубой, латнешь. Обмен Да, полный, по идее. да, это проброшишь баркуш через Захаров там что, да, технично. Юх и запорожский, и украинский, там да, лец мою, а я слышал, что я покрышки, гуши типа, цейлах, короче, ну, что шантажировать, да, что это? Украинч пубой, шантажирует пеш. Басты. Раз буй, царь беш, украинец шантажирует. Как-то. Схожу. Сонумца, резко еще их консас копируется мотор.
Ведь Цаал, году по-моему, задаван шараца, холмоца, движение улмалариш, типа того. не, Такого. из Белгородский, тега что же, движение потихоньку, вот есть. Белгородский, царас я пробросим. Гэр полностью техники, чуба, они закрепились там. Не просто там союз, 74 населенных пункта, села, города, деревни, там, поселки. És csomóba villaszok, és malacán, van bespuska, itt просто чуба, а моя, зарматерка. Так можно было? Глупость, а что так можно было? Просто долго, было уж полностью до несколько этих уровней, короче, укрепление шейчаем, да? А, Ибраим, вообще-то кич мета, чумба, знаешь, понятно, каждый все. Короче, Да, да. цана, он будет видишь, направление, а они с другой направления полностью Да, зашли, да? где не ожидали, они туда долбанули, короче. Мягко, самое, подыхло. И хочу хилол, и Мелорис, Евгений, Варис, Федор, Варис, Мелорис. Дмитрий, И во. Дмитрий, Варис, и чего, бады бич. Из Эрласту, это все напоследок. За барьером хочу, а иногда я уже выдержу. Цагу ума дүйч мова, сэр просто ши теории чори. Ахазарях. Да, это ты говори, ну, какие гуфер модернить. Эксперты, Фортнес, вари, Фортрес, вари. И Фортрес, короче, как раз тюнста чуть тяжче. Конкретно уша по ушам проехать двигаться и что-то на засыпку, да? Юх эксперты цену кайтюаню. Президент шалажевать. Тюнс уже полностью как бы добить ты беш. Короче, компания есть,